В двух предложениях я хотела бы сказать, что это группа единомышленников, которая 1 мая презентовала себя как группа единомышленников, инициативная группа, которая хочет позицию гражданского общества, в числе тех людей, кто туда входит, хочет доводить до сведения наших жителей автономии, до сведения властей Молдовы и Гагаузии. И мы, собственно говоря, с 1 мая несколько инициатив разработали и отправили органам власти. Во всяком случае, исполнительный комитет нами, движением единомышленников про Гагаузия, было направлено письмо, в котором мы попросили ответов по тому, что и как обстоят дела на кониферме, которая является жемчужиной для Гагаузии, потому что мы помним, как много лет подряд мы с вами видели на видео, не только в Фейсбуке, но и на разных каналах, национальных, региональных, что это достояние гагаузского народа. 6 мая Хейдерлес — это всегда место, где собирались не только любители, не знаю, гагаузского какого-то блюда, да, а это больше всего было место, где проводятся конные скачки, и это было место, другого такого в Молдове нет. Мы с вами это знали туристы, это знали представители международных организаций, аккредитованных в Молдове, и очень многие приезжали в этот день для того, чтобы посмотреть на вот эту природную самобытность лошадей, орловских рысаков. Мне очень больно говорить, я думаю, что очень многие разделяют мою вот эту дрожь в голосе, уж простите, да. Просто люди, которые знают Константина Васильевича Келиша, и мы очень признательны, что он сегодня с нами, это комок у горла от горечи, что когда мы что-то годами нарощенное каким-то образом теряем и проявляем пассивность, это не делает чести нам. Одновременно с этим это добавляет чести тем людям, и в первую очередь тому человеку, который стоял у истоков и держал на плечах, как мне кажется, вот это огромное достояние Гагаузии и Республики Молдова, у которого, вы знаете, был свой бренд. И этот бренд, на мой взгляд, именовался просто Константин Келиш. И уж простите, Константин Васильевич, что мы сегодня будем говорить о больном для нас, но это в 2, в 3, в 10, в 40 раз больнее для вас. Это касается вашего детища. Но мы, движение единомышленников, взялись за этот вопрос только для того, чтобы спровоцировать здоровые дискуссии в нашем обществе и собрать сюда людей, которые могут сказать с профессиональной точки зрения, с управленческой точки зрения. И поэтому мы сюда приглашали. Кого? Мы пригласили сюда, и рядом со мной, спасибо большое вам, господин примар города Чедерлунга. Кстати, надо сказать, что есть два примара, которые очень активны. Это примар города Чедерлунга и примар города Камрад, которые активны в обсуждении каких-то таких гражданских инициатив. Мы надеемся, и я уверена, что господин примар сегодня скажет еще свое, в общем-то, озвучит то мнение, которое примария не раз предлагала исполнительному комитету. Я хочу вам сказать, что мы для этой дискуссии пригласили исполнительный комитет в лице Сергея Ибришим. Я лично с ним связывалась, и Лена Федоровна, моя коллега-свидетель, господин Ибришим предложил, очень обрадовался нашему предложению, это было 4 дня или 5 дней назад, очень обрадовался предложению, предложил, чтобы был не он один, а еще 3 специалиста из управления. Мы сказали, да, конечно. Он назвал нам их фамилии, мы их записали. Но на следующий день, к 11 часам дня, господин Ибришим написал мне очень короткое сообщение: нас не будет никого на этом круглом столе. О чем это говорит? Будем делать выводы каждый, и пусть делает выводы и общественность. Мы пригласили представителей Министерства сельского хозяйства. Госпожа Татьяна Нестерика очень хотела принять участие сегодня, но тоже вчера поздно вечером сообщила, что идут переговоры по разработке, по внедрению, по обсуждению документов, которые нужны для евроинтеграционных процессов. И, к сожалению, они входят в ту комиссию вместе с господином Рошко, который тоже был приглашен из числа представителей Министерства сельского хозяйства, и не смогут подключиться к этой беседе. Печально? Да, печально.
потому что мы очень ожидали, что эти представители власти будут здесь и выскажутся. Одновременно с этим, кого мы еще пригласили? Мы пригласили общественное телевидение ГРТ. И мне очень сегодня приятно заметить, я лично звонила Татьяне Ставиловой, зная, что она курирует эти процессы. И мне приятно заметить, что сегодня ГРТ есть, по обыкновению они не снимают они не находят сами информацию, они не снимают работу таких движений, потому что движение про Гагаузия работает, и к нам ни разу не обратилась общественная компания ГРТ, чтобы получить от нас какой-то комментарий, да, а что за организация вы, что вы будете делать, для чего и как. Последний из журналистских сюжетов, подготовленный на тему конифермы и как там обстоят дела, сделал Петр Гарчу вместе с телекомпанией Молдова-1. И мы решили, для того, чтобы предоставить слово людям, которые сегодня могут что-то сказать, это Константин Васильевич, специалисты, которые знают, что такое. Сидите, пожалуйста, это я. Давайте посмотрим этот сюжет, а затем откроем наши открытые дискуссии. У нас единственное правило для всех дискуссий, учитывая, что нас много, и каждый захочет высказаться, очень коротко, конкретно, по делу. И самое главное требование, так работает про Гагаузия. Мы хотим обсуждать без оскорблений, без унижений, очень конкретно, по фактам, без каких-то огульных высказываний и обвинений. Спасибо. В Чедерлунге обеспокоены судьбой конифермы «Отпролин», уникального для региона предприятия. По мнению местных властей, ситуация на объекте ухудшилась, и одна из главных достопримечательностей города может оказаться под угрозой закрытия. В исполкоме Гагаузии с такой оценкой не согласны, хотя и признают наличие отдельных проблем. Развитие конифермы связывали со строительством манежа, однако выяснилось, что объект не подключен к инженерным сетям и пока не может использоваться для соревнований и обучения верховой езде. В ситуации разбирался наш корреспондент Петр Гарчу. Новый виток споров вокруг конифермы «Отпролин» в Чедерлунге возник на последнем заседании муниципального совета. Депутаты решили обратиться в исполком Гагаузии с требованием предоставить информацию о текущей ситуации на предприятии. Конфликт вокруг конифермы длится уже около 2 лет. За это время местные власти неоднократно предлагали передать предприятие на баланс примэрии Чедерлунги. Однако в исполкоме, который является учредителем фермы, эти инициативы не поддержали. По информации, которая поступает от жителей, озабоченность, в том числе очень вопрос, какая там ситуация. Там нету постоянного директора, меняется руководство буквально каждый месяц. По информации, там поголовье уменьшилось, лошади в не совсем нормальном состоянии. И самое важное, что процент жеребят, которые выходят на свет, их очень маленький. Вроде бы, по нашей информации, всего лишь 3 жеребят родилось. А раньше это было 20-25. Судьба конифермы «Отпролин» остается небезразличной и для Константина Келиша, человека, чье имя десятилетиями ассоциировалось с этим предприятием. Он стоял у истоков его создания и более 30 лет проработал на ферме. 2 года назад Константин Келиш вышел на пенсию, однако связь с делом своей жизни не прервал. Мы застали его в здании Дома культуры, где сейчас проходит выставка его картин, посвященных лошадям. На этой картине изображен Алдай, тяжеловоз, любимец детишек. Я его не в обиду никому, но назвал таможенником. Он очень любил лазить у меня в карманах. Вот по карманам шарил, пока не найдет, что ему нужно. К сожалению, его не стало, он умер. Его нашли. Если у нас лошади погибали, они погибали у нас на руках. Ему был 21 год, он бы еще мог пожить. По словам Константина, руководство фермы ему даже не разрешает заходить на территорию. Вроде сейчас все у них есть. Финансы, люди, корма, интернет. Но работы нету. Для того, чтобы там работать, надо любить и знать. Мне даже на ферму нельзя появляться. Посещать ферму нельзя. Мне это запретили. Это вообще абсурд. Мне интересно, не стыдно этому человеку? Это мое детище. Меня лошади узнают. Но он это объясняет в целях биологической безопасности. Территория «Отпролин» находится на окраине Чедерлунги. На месте наша съемочная группа застала работника предприятия, который пас лошадей. Мужчина представился Георгием и рассказал, что трудится здесь недавно, а каких-либо проблем он не наблюдает. Рано встаем, часа 5:30, если так посмотреть, 5:30 встаем,
Идем сначала чистим, потом поим, потом кормим. Даем им порцию, как говорится, комбикорма. Этих потом отпускаем пастись целый день, пасутся, и вечером часиков 8, полдевятого их загоняем обратно. Всего на конеферме около 40 лошадей. Их поголовье, по данным властей Гагаузии, в последние годы остается стабильным. Это как зовут? Буржоми. Боржоми? Да. Учредителем «Отпролин» является управление агропромышленного комплекса Гагаузии. Руководитель ведомства Сергей Ибришим не согласен с оценкой примарии Чедерлунги, что на предприятии плохая ситуация. Я считаю, что на сегодняшний день, если брать по 10-бальной оценке, сегодня состояние Отпролина мы можем смело ставить 8. Лошади в хорошем состоянии, имеют уход. Идет плановое финансирование, значит, идут плановые работы по непосредственно то, что необходимо делать на ферме. И, соответственно, штат укомплектован. Значит, сегодня ферма, благодаря полученным субсидиям, мы огородили ее впервые за 45 лет. Огородили порядка 14,5 гектаров, то есть это с точки зрения и биологической безопасности, и с точки зрения и развития конефермы, то есть высадили деревья. Что касается снижения рождаемости в этом году, по словам Ибришима, это было сделано намеренно, так как спрос на покупку лошадей упал. Уникальным предприятие «Отпролин» стало благодаря специальной лицензии, которая подтверждала, что это племенное хозяйство по выращиванию орловских рысаков. В феврале 2024 года конеферма лишилась этого статуса. Мы обратились в Министерство сельского хозяйства для возобновления племенного сертификата, соответственно, получения развития программы племстатуса, так как это единственная ферма. И в этом институте животноводства, к сожалению, сегодня нету специалистов по лошадям, и они сейчас ищут нам специалистов по Румынии, чтобы мы могли вместе с специалистом по Румынии получить племенной сертификат согласно Евросоюза. Бюджет конефермы «Отпролин» в 2026-м увеличился на 300 тысяч леев по сравнению с прошлым годом. По словам Сергея Ибришима, это связано с ростом зарплат сотрудников и подорожанием кормов. Всего на предприятии официально числится 9 работников. Надежды на развитие конефермы во многом связывали и с проектом строительства конно-спортивного комплекса. На его реализацию было направлено более 18 миллионов леев в рамках программы Агентства регионального развития Гагаузии. По словам руководителя ведомства Татьяны Дончевой, подрядчик уже завершил все работы. Сейчас готовится передача необходимой документации. В рамках этого проекта мы возводим манеж для того, чтобы можно было там проводить занятия конно-спортивные и лечебную терапию, ипотерапию с больными детками, ДЦП. В рамках этого проекта должны были отремонтировать еще полностью музей, но мы только крышу это сделали, потому что необходимо было кое-какие провести изменения в расположении здания, так как оно было повернуто другой стороной к дороге и было намного ниже уровня земли. Был риск затопления этого здания. При этом даже после завершения проекта здание не начнет полноценно функционировать. Его планируют передать на баланс «Отпролин» как объект незавершенного строительства. Изначально проектом не были предусмотрены там внутри коммуникации по канализации, по водоснабжению, и не было предусмотрено подключение электричества. Эта часть проекта не успела быть составлена, разработана проектантами в связи с тем, что проект очень оперативно подавался, должны были быть дополнительные изменения, должны были быть дополнительные работы, оплаченные бенефициаром в рамках договора, но этого пока не случилось. Проект в Агентство регионального развития был подан в 2023 году исполкомом Гагаузии во главе с тогдашним башканом Ириной Влах. Так даже планировалось, что это станет лишь первым этапом более масштабного развития территории Отпролин – созданием современного туристического комплекса. Однако второй этап так и не был запущен. Останется ли у конефермы перспектива развития, а также удастся ли в будущем открыть здесь школу верховой езды, пока неизвестно. Еще два слова, и мы запустим эти дискуссии. Смотрите, если вывести, 2 года прошло с момента, как был отстранен от должности Константин Васильевич Келиш. Это предприятие, еще раз,
это визитная карточка Гагаузии, и жемчужина не только Гагаузии и Молдовы, это не мнение тех людей, которые здесь собраны и профессионально любят свое дело, это устойчивое уже отношение к этому объекту было всегда в Гагаузии. Сегодня что мы можем сделать? Мы можем дискутировать на эту тему для того, чтобы и общество, и власти понимали, где есть проблемы и как их надо решать. Мы выступаем, мы как про-Гагаузия, мы выступаем против того, чтобы то, что ценно, ликвидировалось. Мы выступаем за то, чтобы люди, которые являют собой определенную ценность, люди, личности, профессионалы, чтобы они просто так увольнялись с работы, как бесславно отправлялись бы, даже если это заслуженный отдых, даже если это по достижению возраста, как правильно называется, выход на пенсию? Да, предельного возраста 65 лет. И вот именно это заставляет нас с вами просить вас, пожалуйста, давайте сконцентрируемся на том, что это чья-то боль души, это чья-то гордость, а это целого народа и целой страны. И насколько мы поняли, как про-Гагаузия, вникнув хорошо в эти проблемы, есть две вещи. Первое. Отобрали у человека то, что являлось делом его жизни, причем делом жизни нескольких поколений рода Келиш. А это означает, что мы, то есть власть, которая это сделала по отношению к этому предприятию, и как минимум Константин Васильевич, повела себя не так, как должно вести власти. Мы сегодня с вами в состоянии потребовать вернуть все на круги своя и обеспечить решение вопроса вокруг конифермы таким образом, чтобы Гагаузия не теряла эту ценность и чтобы восторжествовала правда на той стороне, где люди могли бы взять на себя ответственность. И я хотела бы сейчас, Константин Васильевич, как бы вам не было об этом сложно говорить, я хочу предоставить слово вам. Почему? Потому что у нас есть ответ исполнительного комитета. Мы его хотим зачитать после того, как Константин Васильевич из первых уст объяснит не только для нас с вами, но объяснит и для общественности, потому что, повторюсь, здесь есть общественное телевидение ГРТ, которые мы с Анной Федоровной попытались посмотреть, и мы не нашли сюжета, но, Катя, подправьте, может быть, ГРТ, радио или телевидение делали за 2 года какой-то сюжет, а вот вокруг конифермы. Ну, возможно, что делали, я не берусь судить сейчас А вы лично не делали, да? Я лично не делала. Но с Ибришимом говорили на эту тему. А с Константином Васильевичем? С Константином Васильевичем нам не удалось связаться. Не удалось связаться. Константин Васильевич, сейчас с вами связывается вся Гагаузия. Скажите, пожалуйста, вот все то, что вы можете к этому дню, по истечению 2 лет ваших мытарств, мы знаем, что вы уже завершили судебное разбирательство. И эти судебные разбирательства, слава Богу, закончились так, как они должны были быть завершены. И Константин Васильевич имеет сегодня нам что сказать. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Прежде всего хочу сказать, что благодарен вам за приглашение и за то, что эту тему вы все время поднимали. Особенно Наталья, вас хочу поблагодарить. Я ушел с соцсетей. Может быть, это неправильно, но у меня есть друзья, с которыми я продолжаю общаться. Этот год знаменательный, год лошади. В этом году исполняется 250 лет Орловскому рысаку. Старше у меня 45 лет в животноводстве. Коллеги мои меня поймут. Я благодарен тем людям, которые когда-то в меня поверили. Это председатель колхоза Генов Игорь Константинович. Это председатель колхоза Парликов Георгий Степанович. Это специалисты Лабытов Валерий Федорович, Бежинар Илья Харлампиевич, Кожикарь Дмитрий Иванович, ну не здравствующий, вот мы с Анатолием Афанасьевичем были, поздравили с 90-летием, Георгий Федорович Киарогла. Я благодарен тем людям, которые вместе со мной работали, но я буду говорить от себя. Это не моя заслуга одного, это заслуга всех. Но как Савелий говорит про одну частицу, что без нее не движется, он меня всегда выставляет в качестве этой частицы. Без зоны Хиггса. Я далек от этого, спасибо, друг мой.
Я был у истоков создания этой фермы. Я ее развивал вместе со своим коллективом. При мне ферма получила статус племенной в 1992 году. Вспомните, какие были события в то время. Ферма сохраняла статус свой до сегодняшнего дня. И это ложь. Извините, Катерина Федоровна, вы предупреждали, но я говорю вещи и называю своими именами. Ферму никто не лишал статуса племенной фермы. За это нужно ответить. Я говорил с этим Петром Гарчем, да? Петр Гарч. Когда он позвонил в Министерство сельского хозяйства, он перезвонил мне и извинился передо мной. Он сказал, что исправить ничего не могут. Текст они исправили, а сюжет остался. Это для меня оскорбительно. Каждые 4 года ферма проходила аттестацию. Единственная ферма, которая имеет аттестацию и такое удостоверение, сертификат, что мы прошли это. При мне ферма стала жемчужиной Гагаузии, визитной карточкой, и как один депутат выразился, изюминкой. Спасибо ему за это, но у нас дела расходятся словами. При мне ферма начала проводить праздники. Алтынат, Хедерлес. При мне наши лошади занесены в Государственную книгу племенных лошадей. Она выпускается в Институте коневодства, где аккумулируются все лошади орловской рысистой породы. В любое время можно идентифицировать лошадь, провести иммуногенетическую экспертизу. При мне мы получили международное призвание. Да. Когда наши лошади бегали на Одесском ипподроме, и наша кобыла беспечная от прополиса и бурки выиграла именной приз. Это 95-й год. Там бегали лошади со всего Советского Союза. И какая-то колхозная лошаденка. Извините. На виртуальном чемпионате СНГ в 2003 году 3 лошади с Чадрлунги в своих номинациях заняли первые места. Было все за это время. Были взлеты, падения, была радость, разочарование, были ошибки, были и нарушения. Сегодня на производстве по методичке сложно работать. Тем более те годы, 90-е, нулевые. Наталья об этом очень много написала, даже написала то, что я не знал. Спасибо. Спасибо за поддержку, Ната Чеботарь. Но такого позора, как в этом году, у нас не было. От 20 кобыл получить 2 жеребят. Я об этом буду говорить, извините, немножко у меня речь будет, наверное, больше, чем ваша, но я вынужден это сказать. Я свое выступление разделил на 3 части. Я долго думал, по ночам не спал, читал, уточнял, чтобы сказать всю правду, факты и цифры. Это даже не позор, это вредительство и преступление. Тогда зачем они получали субсидии? Субсидии даются для воспроизводящего поголовья, для целей выращивания и получения жеребят. А они впервые за 45 лет сетку протянули. Как говорит господин Монастырлы, депутат Народного собрания, прекрасный забор, на который вороны садятся, она прогибается. Но 80 метров сетки уже украли. Значит, я хотел первую часть начать с кадров. Говорили, что штат там укомплектован. Там поменяли, я не знаю, что за график работы, у них на смене всегда 2 человека, а 9 человек на ферме. Я не понимаю этого. Там есть конюха, есть сторожа, есть ветврач, есть исполняющие обязанности, управляющие, ну, я, если не ошибусь, ну, больше 10 уже их. Я один проработал 40 с лишним лет. Первые 3 с высшим образованием, один проработал 1 день, второй 2 недели и третий 1 неделю.
Да, исполняющий обязанности руководителя. Но когда господин Монастырев давал интервью на ГРТ, и когда он сказал, что на ферме есть проблемы, были долги, это текущий долг. Знаете, сколько я оставил? 30 тысяч. Я должен был давать за корма. Но никто не задался вопросом, почему. Ферму финансировали на 60% от положенного. Сам начальник АПК сказал, что для нормального существования и деятельности фермы нужен 1 700 000. Нам выделяли 1 075 000. 1 миллион, грубо. Это был 21 год, 22, 23, 24. Я хочу вернуться к 22 году. Впервые нам выделили бюджет, это можно проверить, открыть интернет, бюджет Гагаузии на этот год, статья 6. Говорю просто. 1 200 000 нам выделили. Ну, конечно, я рано обрадовался. 8 апреля 22 года на заседании Народного собрания председатель Народного собрания Константинов и его молчаливое большинство сняли с фермы 500 000, 500 000. Я просил слова, тянул руку как школьник. Катерина Федоровна, извините, я не депутат, чтобы вставать, кричать, оскорблять, выхватывать микрофон. Я ждал, что мне дадут слово. Мне слова не дали. Но я тут потом, говорю, поразмыслил, думал, наверное, есть какая-то проблема. Где-то, может, крышу перекрыть, водонапорную башню, дорогу, мост, не знаю. Оказалось, что был куплено внедорожник за 430 000. В 23 году тоже 1 075 000. Не верьте этим отпискам, где написано 1 350 000. Никогда такого бюджета у нас не было. В 24 году тоже 1 072 500 лей. Как только я ушел, 2025 год, бюджет 1 407 000. В этом году 1 500 000. Я хотел бы задать вам вопрос, Александр Григорьевич. Вы, депутат, тоже голосовали. Что изменилось? Тот же состав с меня деньги снимал, не дофинансировал, а сейчас, наверное, дела пошли в гору, и их в прошлом году на 400 000, в этом году 500 000. Мне вот это непонятно, вы, наверное, скажете. Это касается финансов. Когда господин Монастырев выступал, он сказал, что журналист задал вопрос, там, видите ли, проблемы есть с специалистами. Да, он говорит. Расскажите, кто такой Монастырев? Представитель Монастырев Валерий, депутат Народного собрания от Корчака, председатель комиссии по сельскому хозяйству. Он давал интервью и сказал, что на ответ журналиста, что есть проблемы с специалистом, он сказал, да, специалистов там запугивали кадрами. Вообще-то словосочетание сложное, но смысл понять можно. Так, я хотел бы их, может быть, не хотел бы их видеть, но хотел бы спросить, чтобы они определились, почему там не работает. Потому что специалисты, то, что их запугивает, или, как говорил начальник управления АПК, что там пахнет. Пахнет на кондитерской фабрике, парфюмерной, там запахи другие. Но чтобы их не было, надо правильно написала. Надо убирать, надо проветривать, надо завозить подстилку, надо лошадей чистить, надо раскрючковывать копыта, мои коллеги все понимают, замывать хвосты, это надо делать. Сегодня там этого нету. Нету. На ферме даже нет сегодня кошек, кошки ушли. Собаки едят то, что оставили лошади. Сейчас, извините. У нас там был морозильник, мы его приобрели, и мы с сыном покупали на каждый месяц отходы с колбасных цехов, ливерные отходы. Раскладывали в пакеты и замораживали, а потом размораживали и делали собакам корм. У нас были собаки, настоящие собаки. Я хотел бы спросить этого господина Монастырова, чтобы он определился, он кто, депутат законодательного органа или персонаж торгового ряда на базаре. Это подсудное дело. Если человеку угрожает, запугивает, соответствующие органы должны заняться этим. А если лишь бы так сказать, извините, это как-то непорядочно. Тот, кто про меня распространял всякие сплетни, ложь, клевету,
Екатерина Федоровна чуть-чуть об этом сказала, я оставляю на их совести, если это у них есть, конечно, она. Вопрос племенной работы. Никакой племенной работы на ферме нету. Абсолютно. Вот сейчас вы видели лошадей, мне на них тяжело смотреть. Мои коллеги скажут свое мнение. Мне же на ферму нельзя. Да я бы через него прошел бульдозером. Извините, Екатерина Федоровна. Но он же отыграется на работниках. Я только из-за этого лишь. Последний раз я был в феврале месяце там. Я знал, что должны родиться же ребята. Они сегодня пользуются результатом не своего труда. Не они это создавали, но продают они. Для них лошадь, прежде всего, это товар с ценником. Больше ничего. Я приехал, меня встретил работник, которого я не знаю, он оформлен на работу после моего ухода. И, кстати, хочу сказать, меня не убрали из фермы, я сам оттуда ушел. Я написал заявление и ушел по состоянию здоровья и пенсионный возраст. Если мне зададут вопросы, потом я скажу. Но я договорю по племенной работе. Я приехал, я знал, что должны родиться же ребята. И знаете, в то утро как раз родились два. Видите, наверное, предчувствие, за 40 лет собралось это все. Бывало, что я ночью просыпаюсь, не спится, еду на ферму, подруга решила разродиться. Ну, лошадей надо чувствовать, их видеть надо. Господин Ибришим говорит, что провели интернет, и конники онлайн наблюдают за лошадьми. Мой Жорик, жеребец Жар, бросается на решетку ногами. Он стал как зверь в зоопарке. Это тот Жорик, который здоровался с детками. Когда я говорю, дети, скажите, Жорик, здравствуй. Он кланялся и ногой по полу. И потом я брал самого маленького ребенка на руки, клал на ручку сахар, и лошадь губами брала этот сахар из рук ребенка. Я немножко так сумбурно говорю, извините меня. В пятницу у меня попросили провести мастер-класс с детками, у нас лагерь, да, да. Детки были как раз в тот день на ферме. Дядя Костя, нарисуйте нам Марта, Жорика. И они сказали, что конюх, который проводил экскурсию, сказал, что Жорик был злой от рождения. Его мы принимаем. Он рос на наших глазах. И все ребята знают, кто такой Жар. Вот у Миши Карасени жеребец Кряж, это его сын. И Лужок тоже, Савелия, тоже Жара сын. Сегодня видели, выводят кого? Боржоми, Марта и Коврака. Остальных вообще не выводят, лошади закрытые. А Буджак? Лошадьми надо заниматься. А Буджака чуть бы потеряли. Но спасибо моему сыну. Он бы, конечно, не согласился, и у него тоже есть чувство обиды за отца. Но это уже Буджак, 2009 года рождения, сын Актиона и Богемы, 23 февраля родился, кстати. И Дима сказал, что нужно сделать. Но есть такое сострадание понятное. Если лошадь болеет, мои друзья знают, ее нужно, инъекции, уколы, или внутримышечно, внутривенно, там, и лошадь надо вводить. Мы водили часами в руках, ночью, днем, под дождем. Они тоже водят, только верхом на лошади. Это помогает животным. И вот мы зашли в маточную конюшню с Потоцкой Иваном. Он старший там, это конюх, который меня встретил, даже обнял. Василий, здравствуй, спасибо ребятам. Я с ними онлайн не работал, я работал с ними. И тюки таскал, и рулоны катал, и лошадей чистил, и роды принимал. То же самое делал мой сын. Посмотрели же ребят, это же результат нашего труда, хорошенький, интересный. И говорю вот этому же ребенку, оставьте, извините, клизмочку. У него видно, что потуги идут, это задержание мекония, первородного кала. А вот здесь побольше соломы насыпки, потому что же ребенок крупный, он себе суставчики стерет. Пошли по дороге, идем к жеребцам-производителям. Извините. Когда услышали мой голос, вся конюшня зажала.
я не мог не подойти к каждому. Когда мы выходили, этот, который меня встретил, дает телефон господину Потоцкому Ивану Александровичу, который исполнял обязанности управляющего. Ну, сейчас телефоны даже больше, чем у Савелия, как тарелка у них. У меня кнопочный. И я по голосу узнал Ибришим, что он там делает, выгони его оттуда, ему там нечего делать. Ты знаешь, что такое биологическая безопасность? Это тот показал начальник. Он кивнул и сказал: до свидания. И я ушел, уехал. Там насчет штатного расписания сказали 9 человек, там есть 10-й, смотрящий. Ребята, извините меня, но я не оговорился. Как-то семейная пара приехала на ферму, и в это время конники, работники заносили тюки в склад. И эта семейная пара часто ко мне приезжала. Они кормили лошадей морковкой, гладили лошадей, фотографировались и спрашивают: а вы что не помогаете тюки носить? Когда Келеш был, он работал вместе с людьми. Знаете, что он ответил? Он ответил, что ему понятия не позволяют. Сейчас там есть смотрящие, есть понятия, есть ограждение, есть видеонаблюдение. Остались только колючая проволока и вышки по периметру, и все будет как положено. Лошади действительно там, кто-то написал, Наталья, на ваш репортаж, как в концлагере. Они худые. Сейчас они едят траву, там больше воды, им нужны концентраты. Наталья выставила фотографию, березка с жеребенком. Жеребенок лежит на голом полу, на бетонном мокром полу. Жеребенок маленький, соломы, наверное, не хватает, но все нормально. Все в штатном режиме. Идем на дно. Для них, я же говорю, лошадь это не представляет породу, не представляет какую-то линию, тип. Им это товар, который продать. Но они сегодня продают то, что не они создавали, и это не результат их труда. Мой друг с Кубея, червоноармейский, позвонил, оказывается, смотрел это короткий сюжет монастыры, будут продавать лошадей в Европу. Хазар Буарджади Каши Булунджек, на готовый борщ, говорит, ложка найдется. Это сказал мой друг с Кубея, червоноармейец, бывший Болградский район. Их результат виден. В этом году 2 жеребенка, в будущем 0. Мне, однако, было не случайно. Даже, я думаю, Сергей скажет об этом. Он сказал это Ибришиму, и Савелий, я не знаю, с ним разговаривал, Анатолий, мой друг, разговаривал, Михаил разговаривал с ним. Они скажут: очень много я говорил, извините, сумбурно, но я высказался. Со мной поступили. Мне не столько обидно было, как сняли с моей карточки деньги, как мошенники. Да, вы меня не ограничите, я говорю как есть. Мы мошенники при должностях, по подложной подписи. И через 2 года мои деньги вернули, с процентами. Как сняли ваши деньги? Вот так с карточки сняли. Через суд я вынужден был обратиться. Все обвинения против меня тоже сняты по надуманным обвинениям, мотивациям, даже сфальсифицированы документы. Знаете, лошадям после 6 лет племенным привеса не начисляется. Они начислили привес лошадям в 17-летнем возрасте, чтобы увеличить балансовую стоимость и обвинить Келеша, что он нанес ущерб, продавал лошадей по заниженным ценам. Я обратился к следователю, говорю: а вы затребуете документы по балансовой стоимости 22 год, когда эти лошади были проданы, Лаперуза и Валипежа. Там оказалась та сумма, по которой лошади проданы. Но я знаю, никто не будет разбираться в этом. Мне самое обидное было то, что мне запретили посещать ферму, видеть лошадей, гладить лошадей, смотреть им в глаза, чувствовать их дыхание. Я сейчас не могу спросить, почему. Вот мне обидно, что их нету. Я хотел бы им в глаза посмотреть. В глаза. Мы тоже хотели. Извините, я много говорил. Если будут вопросы, я отвечу. Спасибо, Константин Васильевич. Одновременно с этим, я думаю, что несколько моментов, которые комком подкатывали в голову, они вполне оправданы. Потому что, когда мы говорим о животных, о конеферме, для Константина Васильевича это
Я делала не одну передачу просто с вами, и я понимаю, и те, которые хотят узнать, что такое лошади конифермы от Пролин, есть много передач, которые можно посмотреть, они были все сделаны до 2024 года. До 2024 года, еще раз говорю, есть на Молдова-1, на разных частных каналах, национальных каналах, возможно и на ГРТ до 2024 года это есть. Сегодня мы с вами, мы как журналисты, мы как общественность впервые слышим то, о чем говорит Константин Васильевич. Но чуточку раньше мы вам сказали, что мы как Прога Грузия написали письмо в исполнительный комитет. Вот мы его отправляли. Вы знаете, я хочу подметить, мы с коллегами решили, что мы об этом вам обязательно скажем. Хочу подметить, что мы написали письмо 6 мая. Мы получили ответ ровно через месяц. То есть слаженно работающие органы власти по обыкновению укладываются и в 10 дней, и в 5, и в 3, и в 6, и в 7, и в 8. То есть, как чувствует власть, что это вот вопрос, который интересует граждан, жителей нашей автономии, давайте-ка мы ответим побыстрее. Нет, ровно месяц спустя мы получили вот такой ответ. И здесь в этом ответе есть две мысли, которые, может быть, я о них скажу, прежде чем я попрошу вас свои вопросы, которые вы хотели задать Константину Васильевичу, попридержать. Но почему? Потому что я хочу предоставить сначала слово господину мэру города Чедерлунга-Топал. Почему? Потому что на протяжении этих 2 лет было предложение, чтобы передать кониферму в управление местной власти. Затем местная власть города Чедерлунги, тут сидит и советник, и одновременно председатель, правильно ли я понимаю, комиссии по финансовому бюджету, да? Что мэрия Чедерлунги, совет принимал решение, что они готовы принять на свой баланс и готовы нести ответственность за эту кониферму. Как мне казалось и как казалось нам, это как раз то, что может спасти на каком-то этапе, если в исполнительном комитете не совсем понимают, что делать и как. Ну вот был дан такой ответ, меня корректируют мои коллеги. Что-то хотели... Да? Я понимаю, что и Александру Григорьевичу был вопрос, он тоже ответит, надо, обязательно вам передадим слово, но здесь очень важно, мне кажется, то есть была проблема, коллеги, почему я передаю слово господину мэру, была проблема, есть проблема, но город сказал, дайте нам, и мы попробуем это предприятие взять на свой баланс и организовать жизнь таким образом, чтобы это по-прежнему сохранялось как главное достоинство Гагаузии. Анатолий Иванович, вам слово, но если нужно зачитать, а я таки зачитаю, потому что мы предлагали в своем запросе, я не буду читать наш запрос, он был в социальных сетях, и ответ, кстати, мы тоже опубликовали в социальных сетях, но тут просто 2 мысли, которые мы хотим зачитать. Господин... не господин, давайте назовем так, это председатель исполнительного комитета подписал Илья Узун. И вот в этом ответе есть следующее. Согласно договору, запрещено отчуждение комплекса на время действия проекта. Строительство комплекса обязательно должно быть завершено, и комплекс должен быть сдан в эксплуатацию. Предусмотрен 3-летний период после строительства, в который проходит запуск построенных производственных мощностей. И также указывает еще на один пункт, не допускается отчуждение и изменение назначения имущества, полученного в результате реализации проекта в течение не менее 15 лет. Вы, наверное, тоже знаете, такой ответ получали. Возможно, Анатолий Афанасьевич, очень коротко. Как город отреагировал, что город предлагал, какие у вас были контакты с исполкомом и почему не передано вам это? Да, добрый вечер всем. Я постараюсь коротко немножко истории. Этот проект подготовил предыдущий исполком, и всякий проект должен иметь преемственность. К сожалению, следующий исполком, который пришел, проект забыл. Мы говорим про создание конно-спортивного комплекса на базе Австралии. То есть не манеж. Нет, манеж это слишком мелко. Мы говорим по созданию туристического комплекса большого. Манеж это одна из частей всего лишь. Потому что манеж это отделение, секция верховой езды, это лечение детей. У нас есть санаторий на территории города, ипотерапия. Поэтому это был такой большой комплекс, проект большого комплекса. Это был первый этап, и на первый этап пошел все нормально, началось строительство. И потом, как только власть Грузии поменялась, пришел новый исполком во главе с
новой власти тут начались проблемы. Начались проблемы по ходу строительства. Мы эти проблемы уже понимали, видели, что там им абсолютно не нужен этот объект от Пролин, потому что пошла волна непонятная вокруг этого предприятия. Мы общались на этом этапе с Касимовичем очень часто. Уже на этом этапе мы сделали первое обращение муниципального совета в адрес властей, чтобы передали нам от Пролин. Действительно, есть такой пункт по поводу отчуждения. Но мы говорим отчуждение, то есть частные руки. Мы говорим уровень власти исполком, а мы первый уровень власти. То есть уровень власти сохраняется. Мы говорили о том, что абсолютно здесь никаких противоречий. Абсолютно. Отчуждение в частные руки, продажа, там, не знаю, дарение, сдача в аренду. Мы говорим о отчуждении. А если орган власти один передает другому преемственнику, то здесь я не вижу ничего такого противоречивого в рамках того, что ссылается руководитель исполкома данного. Ну там был еще второй этап. Понимаете, мы больше думали о том, что первый этап, ладно, государство выделило 22,5 миллиона лев. Вы понимаете, что вопрос 50 тысяч лев все лишь стоял. 50 тысяч лев нужно было оплатить технадзору, нет технадзору, а проектанту для того, чтобы внести изменение в проект. И вот эти 50 тысяч целый год, какому стоит этот вопрос, 50 тысяч лев. В итоге оплатили эти 50 тысяч, внесли изменения, но на сегодняшний день объект построен, но объект нельзя ввести в эксплуатацию, потому что нет сетей. Цена вопроса 500 тысяч лев. Цена вопроса. Если исполком, вода, канализация, электричество. То есть внутренние сети есть, а надо подключаться к наружным сетям. Цена вопроса 500 тысяч лев. 500 тысяч лев и объект можно ввести в эксплуатацию. А то, что сегодня построили коробку, это коробка сегодня, которая, если даже исполком примет коробку, я называю пока не манеж, коробку в собственность, то ввозить в эксплуатацию невозможно, потому что без необходимости сетения оно не будет функционировать и нельзя будет его использовать. Но само это предприятие не функционирует обособленно от данного манежа будущего. Поэтому был второй этап. Второй этап был подготовлен. Мы понимали, что исполком второй этап заявку подавать не будет. И большой риск за то, что нет исполнения 50 по условиям, что подать второй этап. Второй этап это уже дорога была, там уже была инфраструктура. То есть создание уже полноценного такого туристического комплекса. Но при условии, что первый этап больше чем на 50% будет реализован. Этого не было сделано. Я практически упросил, уговорил управление экономики подать заявку на второй этап. Я им несколько раз звонил, они подали заявку, но он не прошел отбор, потому что условия были по первому этапу. И сегодня фактически вложили 22,5 миллионов лев, это доля государства, плюс была контрибуция регионального бюджета. Построили хорошую, я называю, что у тебя это хорошая производственная площадка на 2000 квадратов. А когда вы говорите доля государства, кто внес эти деньги? 22,5 Это правительство Республики Молдова. Это была максимальная сумма, которая могло правительство через Министерство инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова. Проект реализовывался через Агентство регионального развития Гагаузии. То есть, правильно я понимаю, для уточнения, извините, коллеги, 22,5 миллиона – это вклад государства Республики Молдова, правительства. 500 тысяч лев не нашли для того, чтобы… Ну, вклад был исполнительного комитета, минимум там 10% должен был вклад регионального бюджета, то есть он был внесен, но проект не сети внутренние, проектированы, не учтены. 10% это больше 2 миллионов лев, Это значит, 2,5 миллиона. исполнительный После проведения процедуры тендера, я думаю, что там сумма уменьшилась. Но самое главное, что только от одного НДС, ведь тендер выиграла компания из Гагаузии. Если мы посчитаем на 22,5 миллионов, сумма, она вернулась обратно в бюджет. Мы говорили об этом, кстати, говорили об этом тогдашнем председателе Народного собрания. Деньги вернулись. В чем проблема? Там эту сумму выделили, должен завершить проект. А что вам сказали? Сказали, что это неинтересно, лучше там пустить лошадей на мясо и вообще открыть там и разводить свиней. Кто сказал пустить лошадей на мясо? Это на тот момент Константин Ильич, который занимал пост председателя Народного собрания. Мы к нему приезжали, мы просили. Было очень много, мы приезжали к советникам вместе к нему, в кабинете у него говорили на эту тему. Передайте нам, и мы будем продолжать этот проект. Вопросов никаких нет. Я понимаю, что это... Но нет, потом, знаете, я думаю, что бюджет был увеличен, я думаю, может я ошибаюсь. Вот эти средства, которые разница, то, что вы говорите, между 1 075 000 и 1 500 000,
Та сумма была заложена, скорее всего, за счет этих денег был проведен очередной хидерлес в этом году. Праздник. Я лично почему-то думаю, что за счет этого этих средств. А это не факт, что эти средства пошли на содержание от Пролина. Поэтому второй этап мы успешно профукали. Не мы. Ну, наверное, все мы, потому что Гагаузия это все мы, не только один Константинов или Узун или Ибришим. В итоге проект фактически закрыт. Манеж вроде бы есть, но его и нет. Поэтому сегодня единственный выход какой. Да, я понимаю, что приходит период, когда нам нужно уходить на заслуженный отдых, на пенсию. Да, есть трудовой кодекс, который четко говорит, что 65 лет это предельный возраст. Но семья Хириш имеет преемственность. Есть сын, который сколько лет отработал? 20 лет отработал там зоотехником, да? Ветврачом, вернее. То есть... И наездником. Наездником. То есть он спокойно мог дальше занять должность управляющего данным предприятием от Пролин со новыми мыслями. Ну, парень молодой, у него идеи новые по развитию, тем более он очень хорошо понимает не только, а Константин Васильевич мог остаться там же, ветврачом остаться, да, тыл и ветврачом остаться. И не было никаких противоречий Трудовому кодексу. Но ведь никто это не предлагал сделать. Началась чехарда, один директор, второй там. Я с одним директором разговаривал, что он говорит, я думал, там будет кабинет, будет кресло, будет кондиционер, я буду там по монитору следить за лошадьми, а там оказалось, что там воняет. Поэтому я не могу там работать. То есть, к сожалению, мы можем говорить очень много за последние эти 3 года, не 2, а больше, 3 года. Эта история началась, ведь я понимаю, что Константин Васильевич действительно его не ушли, он ушел сам, потому что это 3 года назад началось. Ну, 22-го я уже писала. Да, 22-го года мы... Вы говорите, ушли, потому что я всегда говорю, что его вынудили уйти. Да, вынудили. Ушли, он не уходил. Ната, я тут добавлю, извините, пожалуйста. Я в самом начале сказала, что Константин Васильевич ушел, но вынудили. Вы понимаете, то есть нельзя было, и я абсолютно солидарна с господином примаром, что нельзя доводить вот до этого состояния. Есть возможность заслуженно, правильно отнестись к месту, которое должно быть освобождено, да, по закону. К сожалению, очень много сейчас можно говорить уже про ежевик, сказал, там, визитная карточка, жемчужина, но мы это растеряли. Мы это все растеряли. Мы, потому что где-то, наверное, молчали, где-то не то делали, но в целом винить в этом Константина Васильевича абсолютно мы не можем. Он сделал то, что мог. И я думаю, что пока у нас исполком не поменяется, на этом предприятии ничего не изменится. И то, что там стало хуже намного после ухода Константина Васильевича, как бы они ни говорили, это факт. Это факт, это мы видим, это мы знаем. Озабоченность жителей, мы видим то, что картинки там периодически при зале административного совета Анна Михальчук выставляет, что там детки катаются на фаэтоне. Это всегда было. По городу это было всегда. Это было всегда. Ничего нового там, эти какие-то картинки. Но там был гид, который рассказывал, Константин Васильевич, про каждую лошадь. Это просто приходить, там покатали детей, сделали коротенькое видео, выставили в Facebook, это вот все хорошо. Да нет, не все равно все хорошо. Все мы понимаем, что это всего лишь картинка. А то, что внутри, вот то, что говорит вещи, которые Константин Васильевич говорит, они более актуальны. Мы говорим не про забор, не про интернет, а мы говорим про воспроизведение. Мы говорим про лошадей, мы говорим про детей, про туризм, про развитие туризма, по лечению детей. Да, идея была сегодня открытие, а сегодня Ибришим знает, что говорит. Знаете, почему там не открылся манеж? Потому что Приморье не открыла автобусный маршрут с города до конефермы, и они не хотят в спортивной школе открывать секцию верховой езды. Так я ему парирую, так здание не видно в эксплуатацию. У вас есть специалисты. То есть пытаться и манипулировать общественным мнением, и я хотел бы, чтобы они были здесь. Я, допустим, он приходил к нам на заседание муниципального совета, рассказывал, ну, я называю это космос. Что мы будем, маршрут будет Копчак, там, Гагаузленд, а в итоге же ребят не рождаются, потому что нет спроса. Что значит нет спроса? Мы видели, что у нас происходило, когда мы организовали на нашем Чаире конно-спортивный праздник. Есть спрос. Есть очень много любителей лошадей, есть спрос. Как бы они ни пытались людям рассказывать, что нету спроса. Лошадь не имеет цену. 5 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч. Это лошадь.
Если лошадь, человек любит лошадь, то она для него бесценна. Поэтому здесь можно говорить очень много, но, к сожалению, еще раз, ситуация на предприятии стала уже катастрофической. Это факт, как бы они ни пытались это сказать. Господин мэр, скажите, вот чтобы было понятно и нам, и зрителям, вы когда вместе с Советом принимали решение, что вы готовы принять на свой баланс, у мэрии были деньги на содержание, либо это просто какая-то такая... Да, пожалуйста. Бюджетная комиссия, как раз он может сказать. Спасибо большое за приглашение. И когда меня пригласили, позвонили, я спросил тему, я ни на секунду не задумался, я сказал, я обязательно буду. Потому что мы говорим, что каниферма – это жемчужина Гагаузии, достояние республики, но это часть нас, часть жителей города Чедерлунги. И даже если мы туда приезжаем 1 или 2 раза в год, потому что живем там, то мы знаем, что у нас там есть развитие, у нас там есть человек, под чьим руководством животные находятся в благополучном состоянии. Мы знаем, что к нам приезжает любой гость по звонку, примут, встретят, расскажут, проведут экскурсию. Ко мне приехал брат с Украины в 22 году. Константину Васильевичу говорю, вот он тоже любит лошадей, он в детстве верховой ездой занимался. Мы пришли туда, нам уделили буквально 20 минут. Но до сих пор у моего брата в соцсетях на аватарке стоит фотография с лошадью, которую он там сфотографировался. То есть мы говорим, что Чедерлунга не позволит этому предприятию, чтобы региональная власть или те, кто имеет какие-то корыстные цели, чтобы это предприятие исчезло и закончилось. Мы говорим, когда это начало происходить, наше общество готово было прийти заборчики снять. И так, но мы не должны этого делать. Сегодня, если поддерживаю слова Анатолия Афанасьевича, нельзя говорить «я», «он», «мы». И мы должны каждый на своем уровне создавать условия и развивать нашу Гагаузию в целом. Когда мы говорим о том, что есть в бюджете деньги или нет, у нас не так стоит вопрос. У нас денег не хватает, город развивается, но ради того, чтобы это предприятие имело свое продолжение и развитие, мы готовы пересмотреть вместе с советниками бюджет и найти эти средства. Но если вы хотите мнение нас, жителей Чедерлунги и советников, мы считаем, что это предприятие должно финансироваться из региона, потому что оно представляет Гагаузию. Потому что уже много лет говорят о том, что будет туристический маршрут в Республике Молдова. Мы идем к этому. И сегодня оно должно было представлять Гагаузию, войти в этот туристический маршрут. Это будут и доходы, это будет и информация о нас. То есть о Гагаузии будут больше знать, о Гагаузию будут приезжать. И мы будем все получать от этого только благо. То есть как и финансовый, так и информационный. Мы, повторюсь, считаем, что должно финансироваться за счет региона. Но если вопрос стоит, и исполком говорит, нам это не надо, мы заберем. И я думаю, что советники всегда единогласно поддерживают любые инициативы. Когда 3 года назад произошла та ситуация, что Константин Васильевич написал заявление, ушел, мы не начали на себе рвать рубашки и говорить, мы заберем. Мы встретились, спросили, ребят, Константин Васильевич, Дима, если мы заберем предприятие, вы вернетесь? Потому что не может сегодня каждый из нас, рядовой житель, ухаживать за лошадьми. Мы видим, как там меняется руководство. И когда ребята, Константин Васильевич, Дима сказали, если будет под нашим руководством, ответственно будем развивать это предприятие, мы вернемся. Вот после этого мы начали просить и писать заявления, и говорить, что у нас есть люди, которые любят, уважают эту работу, уважают лошадей и готовы развивать это предприятие. Спасибо. Аргумент. То, что просто вернуть и сохранить предприятие, это самый главный аргумент. Но есть и вторая составляющая. Мы, сегодня Примария, научились писать проекты, мы можем привлечь деньги для дальнейшего развития этого предприятия и, конечно, создать комплекс. Да, туристический, как мы хотели. Идея. У нас есть спортивная школа, мы можем открыть секцию верховой езды, у нас есть хорошие отношения с санаторием детским.
где лечатся дети, действительно, которые имеют вопрос, связанный с опорно-двигательной системой, другие. Поэтому с точки зрения перспективы у нас есть рычаги, у нас есть механизмы. У исполкома сегодня их нет и желания нет. Анатолий Афанасьевич и господин Михайлов, вот вы вдвоем, как два представителя мэрии города, мэр и председатель бюджетной комиссии, вы так убедительно здесь говорите, мне кажется, что это каждый заметил. А вы вот так же встречались и говорили это исполнительному комитету? Ответил, можно отвечу? Один раз пришел к нам на сессию Ибришим и вот начал рассказывать, поедем верхом на лошадях туда, поедем сюда. Есть такая поговорка, когда еще же ребенок не родился, отец говорит, купим лошадь, будет же ребенок, и сын говорит, я, говорит, буду верхом кататься, и отец ему по шее, да, что ты меня ударяешь, говорит, Сямбагде, Кулимбер, Никаджел. То есть мы еще ничего не сделали, мы уже едем в Копчак верхом на лошадях. Да, простите, Артем, 2 минутки буквально. Я хочу, Александр Григорьевич, нам нужен ответ на тот вопрос, который поставил господин Келиш. Почему? Потому что с бюджетом и что с теми деньгами, которые не додали, либо забрали, почему забирали? Да, здравствуйте, Тарнавский Александр, депутат Народного собрания. Значит, порядок цифр, который озвучил господин Келиш, абсолютно верный. 2023 год. 2024 год бюджет 1 072 000. 2025 год уже 1 407 000. И 2026 год 1 500 000. То есть действительно с 2024 по 2025 год произошел резкий рост бюджетного финансирования более чем на 30%. Это в контексте того, что вообще бюджет Гагаузии в очень плохом состоянии. То есть после того, как вы ушли, действительно бюджет предложили намного больше кредит. Единственное оправдание для меня, в 2023 году пришел исполком Шора, за который я не голосовал. Я не голосовал за эти бюджеты, которые они предлагали, в том числе по предприятию. И здесь мы сегодня говорим про Атпралин, но на самом деле ситуация намного глубже. Исполнительный комитет не знает, как управлять Гагаузией. И каждая проблема у нас Силач 50, когда центральная аптека в Чамраче закрыта. Уникальное тоже учреждение, которое делало смеси для детей. У нас исполнительный комитет вообще не привлекает инвестиции, поэтому ни 1,5 миллиона, ни 2 миллиона не спасут это предприятие Атпралин, которое, там же его не создали, чтобы просто кормить лошадей и выдавать зарплату. Его нужно развивать, превращать действительно в бренд, который он заслуживает. Поэтому ситуация намного глубже, и системный кризис, который переживает наша власть в Грузии. Просто сегодня мы обсуждаем один из сегментов. Поэтому мы с Михаилом Николаевичем Железовым, моим коллегой, депутатом Скрипнуга, подготовили прошение моим коллегам, чтобы отставку отправить в исполнительный комитет и указали на очень много проблем, которые он привел в Грузию, включая неисполнение законодательства. К сожалению, нас не поддержали в том числе депутаты Чедерлунги. Поэтому мы не можем менять ситуацию по Атпралину, не отрываясь от общего контекста, что происходит с Гагаузией. Когда обсуждался бюджет, была поправка за моей подписью о том, чтобы как раз было обращение муниципального совета Чедерлунга. Я уже попросил коллег, давайте мы это финансирование, которое предусмотрено в центральном бюджете Гагаузии, просто передадим примарии Чедерлунга для того, чтобы они это предприятие сохранили и развивали. Потому что мы видим, что Чедерлунга умеет привлекать инвестиции, умеет заниматься своими бюджетными фондами, и нам хотя бы было бы спокойно, что это предприятие не исчезнет, не развалится, что примария Чедерлунга сможет подхватить и развивать это предприятие. Опять же, не поддержали эти поправки, не поддержали в том числе те люди, где это предприятие находится. Поэтому это вот тоже контекст того, что происходило, а теперь что можно сделать. Да. На самом деле только два варианта. Это первый вариант, все-таки, чтобы это перешло в ведение муниципального Чедерлунга. Вместе с финансированием, как раз хотел сказать, нужно пройти центральный бюджет Грузии и плановое финансирование, а там уже примария должна будет постараться развитие уже привлекать бюджетные источники. Да. Это вариант 1. Вариант 2, он намного глубже, по моему мнению, намного правильнее. Все-таки это предприятие по своему статусу не муниципальное и даже не региональное. Это национальное предприятие. Оно раньше финансировалось из государственного бюджета Республики
Молдова была собственностью правительства Республики Молдова. Я думаю, что страна вообще должна немножко глубже относиться к такого рода предприятиям. Но это такая стратегический шаг на самом деле. Сейчас хотя бы, чтобы это было Приморье Чедрлунга, после этого предприятия. Но мы опять же упираемся в тот кризис, в котором мы находимся, потому что финансирование нельзя передать без изменения бюджета, а это Народное собрание уже не имеет права принимать местные законы. То есть пока мы не проведем выборы депутатов Народного собрания, то и судьба вот этих лошадей, судьба этого предприятия, как и судьба всей Грузии, вот находится в таком подвешенном состоянии. Но печально слушать такое, Александр Григорьевич, одновременно с этим я прекрасно понимаю, что да, это национальное достояние, да, это достояние Гагаузии, и почему бы этот вариант передать деньги, и пусть этим занимается Приморье, казалось бы, тоже правильно, но с другой стороны, а может быть, надо просить правительство Республики Молдова взять это предприятие? Это просто сейчас мысль, я не знаю, это просто мысль. Может быть, надо просить правительство, чтобы взяли на поруки это предприятие, которое может погибнуть, потому что управляют люди, которые не знают, как это делать, и это очевидно, судя по состоянию лошадей. Артем Железогло, пожалуйста, активист, общественный тоже деятель, житель города Чедрлунги, нам очень импонирует. Спасибо, Артем, что вы пришли. Мы очень часто говорим о том, что мы, и мне понравилось, как господин Михайлов подметил, мы – это и есть Гагаузия. Это не те, которые сегодня управляют, завтра, послезавтра их срок мандата закончится, они уйдут. Все равно уйдет это Народное собрание, Александр Григорьевич, уйдет этот исполком. Но мы – это Гагаузия. И вот мне приятно, что молодые люди тоже подключаются к обсуждению таких важных тем. Артем, вы хотели высказаться, пожалуйста? Да, спасибо большое за приглашение. У меня такой вопрос. Вот господин Топал сказал, что если исполком не уйдет, то ситуация не изменится. То есть ли какой-то альтернативный путь или конкретный какой-то план на ближайшие полгода, чтобы эту ситуацию изменить? Или нам надо просто ждать? Хорошо, тот аргумент, что сегодня Ибришим ссылается на нельзя отчуждать, но проект завершен. Все. Я сегодня буквально говорил с Татьяной Андреевной Дончевой, начальником нашего агентства регионального развития. Она сказала, что проект завершен. Идет передача данного незавершенного объекта на баланс исполкомитета. Исполкомитет, получив, не может ввести в работу данный объект, потому что нет внутренних сетей, это там буквально это 500 000 леев. Сегодня для исполкома ситуация, которая с бюджетом есть, правильно говорит Александр Георгиевич, это надо внести изменение в бюджет, но чтобы вносить изменение в бюджет, надо эти средства найти. Продать машину, наверное, которую купил Константин, и вернуть обратно эти 500 000 леев. А что машина была куплена для Константина? Об этом было сказано же председателя Народного собрания. Была острая необходимость, наверное. И спокойно принять постановление Народного собрания и передать данный объект учредительства Приморья. Это самый легкий путь. Сейчас уже проект завершен, все. Но вы понимаете, что для Ибришима это все, равно тому, что он как выстрелит себе в ногу. Потому что признать, что мы завалили все, и ладно, мы согласны отдать, потому что мы все завалили. Мы ничего не можем сами делать. Господин Манол, Дмитрий Манол, общественный деятель, пожалуйста, вам слово. Вы... Здравствуйте, спасибо за приглашение. Значит, с первого дня, как эта ситуация, когда начала высвечиваться в интернете, для меня это было лишение родительских прав, образцов показательных родителей, которые не только родили, но и содержали это предприятие. Я абсолютно не согласен с чем творится в исполкоме, и какие решения они приняли, и то, что то, что они натворили. Очень правильно было бы, как сказал господин примар, что по правопреемственности сын Келиши, который там работал свою трудовую деятельность 20 лет перед врачом, передать ему. И дальше оно не только достояние Чедрлунги, Гагаузии и Республики Молдова, но это в первую очередь семейное достояние. Оттуда оно пошло. Это не пошло ни от Гагаузии, ни от Чедрлунги, ни от нас с вами. И думаю, что очень правильно, вот как вы сказали, и господин Тарнавский сказал, что приоритет имеет государство, значит, должно передано быть правительству Молдовы, а администрировать Чедрлунги. Это будет правильно, и оно становится все, и будет ребята, и будет
продолжена жизнь этого предприятия, а не будет, как Константин сказал, превратить его в свиноферму. У меня все. Пожалуйста, Денис. Денис Пынтия, гражданский активист. Всем добрый вечер. Когда НАТО подняло эту проблему, мы, в принципе, все знали, что есть такое предприятие, есть Константин Келиш. Но когда она подняла проблему, мы в нее углубились. И только тогда я лично для себя понял, насколько это предприятие важно не только для Чедерлунги. Смотрите, сегодня практически очень много здесь представителей Чедерлунги, но мало представителей всей Гагаузии. И сегодня, наверное, господин Келиш, к вам, наверное, претензия, одна из претензий, то, что вы очень много там работали, очень много сделали там, на этой ферме, но вы мало, и жители Чедерлунги, наверное, мало донесли до жителей Гагаузии, да и всей Молдовы значимость этого предприятия, насколько оно важно. Потому что сейчас, я говорю как простой житель Гагаузии, если бы сегодня жители Гагаузии осознавали вообще значимость этой фермы, то мы бы не дошли бы до этой ситуации. И как только бы поднялся вопрос насчет Константина, я думаю, вся Гагаузия бы встала, пришла бы к исполкому, и на этом вопрос бы закончился. И сегодня у меня очень простое предложение. Мы должны потребовать от исполнительного комитета вернуть все на место, попросить Константина, как эксперта, что нужно сделать, что нужно восстановить. И исполком должен сегодня следовать строгим указаниям Константина Келиша. И тогда вопрос будет исчерпан. И продолжать, как Александр Григорьевич сказал, выходить на республиканский уровень, и чтобы передавать под управление всей республики. Потому что это наше достояние Республики Молдова, не только Гагаузии и не Чедерлунги. Да, пожалуйста, господин Замшилкин. Вы знаете, когда... Замшилкин. Простите, пожалуйста. Господин Замшилкин, вы с братом должны были приехать. С сыном. Вот он сынишка. Да, вы меня простите за эти ошибки. Я не знакома с вами, но я знаю о вас по рассказам господина Келиша. И когда Константин Васильевич говорит о том, что есть люди, которые могут говорить Кате, даже если я буду молчать. И он называет имена тех, кто сегодня сидит за этим столом. Мне очень приятно вам предоставить слово. Да. Я сейчас не хочу говорить о политике, о исполкоме, все я скажу, чтобы меня зрители поняли в Гагаузии о ценности этих лошадей, которые сегодня есть в Чедерлунге. Я занимаюсь лошадьми уже более 20 лет и ездил и в Киев на ипподромы большие, профессиональные. Я знаю людей, которые занимаются. Орловский рысак – это порода лошадей, которая общая порода. Орловский рысак, который вывел граф Орлов. И потом все регионы постсоветского СНГ, это Москва, Пермь, Украина, Дубровский конный завод. Все, каждый конный завод, кто занимается племенным хозяйством, которым занимался Константин Васильевич, имеет свой тип орловского рысака. Сегодня мы в Гагаузии и вообще в Молдове мы можем гордиться, что сегодня у нас здесь в Чедерлунге есть свой тип орловского рысака. И это не говорю я как любитель, это говорят очень многие ведущие специалисты стран СНГ, которые, можно сказать, белой завистью завидуют Константину Васильевичу. Очень многие из них называют этот тип, есть пермский, есть алтайский тип орловского рысака. Здесь очень знаменитые заводчики орловских рысаков со всего мира называют его, кто называет чедерлунский, кто называет гагаузский тип, а кто называет тип Келиша. И такое есть. Очень многие украинские наши друзья, с которыми мы общаемся, они говорят, вот есть, эта лошадь побежала, говорит, это тип Келиша. Они разбираются, это профессионалы своего дела в Москве, которые есть. И это очень большая гордость. Очень многие из них имеют маточное поголовье в 100 голов маток, завода. И они не могли вывести свой тип. Константин Васильевич за 40 лет с поголовьем, маточным поголовьем в 25 голов вывел свой тип.
Что такое тип орловского РСК, чтобы все понимали? Это когда маточный состав кобыл, 25 кобыл, они как сестры. Они похожи друг на друга. И они передают это все по наследству. Это не, ты не сделаешь за год, за два. Это нужно десятилетия. 40, 50, многие 100 лет существуют заводы, которые смогли вывести вот это. У Константина Васильевича получилось вот за последние 25 лет вывелся свой тип. Вот мы дружим с ним очень много лет. И я приходил немножко, ну чуть-чуть, конечно, возле его знаний понимал. Говорю, Константин Васильевич, продай мне этого жеребенка. Он говорит, нет, царевич, этот останется, он этого типа его не могу отдать, он должен продолжать. Потому что идея была продолжить, не продать. Тоже продавалось, но продавалось то, что как бы нужно было оставить для сохранения этого типа. Все оставалось на ферме. Несмотря на какие-то деньги, которые сегодня можно там дать немножко денег, взять любую лошадь. Такого нельзя делать. Это достояние. Вот я больше хотел сказать то, что сегодня мы должны гордиться, что у нас есть свой тип, его признали во всем мире, он признанный. Вот это ценность. Как вот и эту ценность нужно сохранить любыми путями. Вот в том-то и вопрос. Первое, недопоняли, какую ценность имеем, и поэтому, наверное, и не могут понять, почему важно это удержать, потому что это ценность, которая годами. Вы знаете, мне кажется, тот факт, что род Келишей не в одном поколении являются конезаводчиками, это тоже отдельный бренд, которым Гагаузия может просто... И мне кажется, предложение, о котором говорил господин примар, 20 лет человек работает с сыном на одном месте. Мне кажется, что когда мы слышим о каких-то традициях, там, в Италии та или иная семья занимается изготовлением обуви, так это же передается от детей к сыну и дальше. Чем больше поколений этим занимается, тем солиднее этот бренд считается. Почему же мы так расточительны? Но вот в отношении вот этого, династии Келишей, которые могли, хотели, но если Дмитрий 20 лет возле отца занимался этим, то как у нас, у управленцев Гагаузии, о которой говорит господин Тарнавский, не хватило, чего не хватило? Понять, что это важно. Спасибо. Я поняла, что Максим хотел бы добавить. Да, я хотел бы добавить слова отца. Я недавно начал заниматься именно изучением генеалогии и селекции. И хочу сказать, что у меня есть собственная база данных по Орловским РСК Молдове, где насчитывается 560 лошадей. Это лошади, которые родились в Чедерлунге, родились и в Камрате, и был у любителей, и во многих частях Молдовы. Также была конеферма в Твардице, которые также начинали вместе с Константином Васильевичем, привезли первых лошадей. Люди пользуются спросом лошади. На соревнованиях у нас от 20 до 30 участников со всех республики. Недавно, вот на днях мне писал Тищенко Владимир, это один из специалистов по орловским РСКам Украины и не только. И он просит и дает наставление, как бы, да, чтобы больше популяризировать наших лошадей. Мы со своей стороны, я от лица конюхов, если возможно, скажу, мы пытаемся популяризировать наш спорт. Мы публикуем на своих соцсетях всю информацию. Вот недавно провели соревнования в Чемишлии. Лошади показали неплохие результаты. У нас во всех частях Молдовы есть свои дорожки. Общепризнанного ипподрома, к сожалению, у нас нету. Наши лошади, к сожалению, не могут продаваться за границу. Это тоже большая проблема. Государство не подписало ветеринарную конвенцию. И этим сталкиваемся не только мы, это и сталкивается Федерация конного спорта Республики Молдовы. В марте месяце я разговаривал со секретарем
И она сказала, что они добиваются, чтобы популяризировать наших лошадей не только в конкуре, но и в других областях соревнования. Ну, добавить больше нечего, разве что, как подметил мой папа, тип лошади действительно сохранился, ведутся линии, ведется учет не на государственном уровне, веду учет лично я. Я благодаря Константину Васильевичу переданы мне некоторые пособия, и я занимаюсь этим вот 2-3 года, а сам, несмотря на столь юный возраст, уже 17 лет, как начинал мой отец, вот вместе с ним мы посещали, у меня есть фотографии, где мне было 3 года, и я возле памятника Прополиса на конеферме, и когда Константин Васильевич был в должности, мы часто созванивались. Я его поддерживаю как и художника, мы часто с ним созваниваемся. Я благодаря ему одно из интервью, как-то я даже сказал на его выставке картин, что любовь к этим животным, лошадям мне проявили 2 человека. Это мой отец и Константин Васильевич. К сожалению, это не попало в массы, этот фрагмент был вырезан. Можно просто за то, что, мне кажется, когда молодежь вот такая, какая она есть, вот говорит вот такие вещи, и, на мой взгляд, я мало что знаю о конезаводческом деле, понятное дело, как многие сидящие за этим столом, но внушает доверие и уважение глубокого, поверьте, то, о чем вы говорите, потому что видна вот эта увлеченность этим делом. И мне прям захотелось спросить, а может нам предложить исполнительному комитету принять на работу вот таких людей, таких увлеченных молодых ребят, которые... Он учится в университете, пока пускай заканчивает учебу. Это, конечно, не шутка. Это, конечно, не шутка. Почему? Потому что мне кажется, что когда люди в исполнительном комитете принимают какие-то решения, мы сейчас говорим конкретно о конеферме, наверное, не хватает специалистов, которые вовремя помогли бы им понять и сказать, не так, здесь навредим, а вот здесь можем сделать хуже. Я когда начал этим всем заниматься, я знаю много нюансов тоже об этой работе и часто консультируюсь с Константином Васильевичем, и сказать, что сегодня кто-то сможет занять эту должность и в том или иной мысли продолжить это дело, это сказать не такое уж и легкое дело. Смешиваются крови, да. У нас, да, не ведется сегодня работа на конеферме, но сегодня благодаря нашим ребятам, инициаторам, которые держат лошадей, они также держат кобыл, лошади рождаются. В этом году, насколько мне известно, было рождено участников около 10-12 жеребят. А племенная конеферма? А племенная конеферма 2. Да, Константин Васильевич, вы назвали эту цифру. Живут 2. Ну, да. Родились 3. И вот вы объясните сейчас суть этого. Ожеребилась Пеперуда, моя бабочка. Когда НАТО выставила этот ролик, я заснул таблетками. Это Пеперуда, которая вырастила Парада, Прибоя, Приму балерину. Жеребенок через неделю умер. Они даже не знают, от кого он. Это племенная ферма. Я еще раз говорю, это преступление. Это преступление. Пеперуда, бабочка, ее зовут вообще это перспектива. Она дочь поляка и палуба биполяра, эталонный жеребец орловской ресистой породы. Она получена путем искусственного осеменения. Биполяров живых нету. Биполяр линии исполнительные, это каретные лошади. Это красота и гордость орловского рысака. Но опять говорю, они не видят лошадь, они видят товар и на нем ценник. Анатолий вам скажет,
Спрос, правильно сказал Стас, спрос на лошадей есть. Еще какой? Вот, пожалуйста. Ну, извините, я буду вклиниваться иногда в разговор. Но достаточно... Да, Сергей хотел что-то сказать, а потом мы перейдем к Нате, потому что она уже... Я буквально скажу по поводу, что происходит. Вы знаете, Ибришим сегодня выполняет установку Константинова. Ну нет Константинова. Нет, но его дело живет, я вам скажу. Сегодня я уверен, что стоит задача убить это предприятие. Тогда давайте я скажу, успешно Ибришим эту задачу выполняет. Потому что Ибришим это человек Константинова. В исполкоме мы это очень хорошо понимаем, мы знаем, точно, я говорю. И задача просто убить это предприятие. И он очень успешно, вы понимаете, что на время Хидерлеза он ушел как будто бы на больничный, его как будто не было. Типа вот приезжайте на Хидерлез, типа Ибришима больше нет, Хидерлез прошел, и Ибришим обратно вернулся на должность. Хотя все говорят, что он уйдет, все, он уходит, его увольняют. Но он вернулся и выступает там на фоне картины лошади, там, как он сфотографировался. Но сегодня он уничтожает, потому что сегодня, если Ибришима мы не уберем, исполком это исполком, мы говорим про Ибришима. Если мы говорим про Продлин, то это Ибришим. Если мы говорим про Гагаузию, это говорим исполком. Народное собрание. Если ничего не изменится, то не только Продлин мы потеряем, мы Гагаузию потеряем. Я прошу вас всех, запоминайте, и когда вы слушаете выступающих, нам по завершению этого круглого стола нужно сформировать свои предложения. Что мы предлагаем, либо что мы требуем от власти. Поэтому, пожалуйста, я вижу, у вас есть ручки, записывайте, либо я передам вам слово. По финансированию. Как можно увеличить финансирование конефермы, когда миллион был выделен, сейчас 1,5, когда вы получаете 2 жеребенка? В основные затраты конефермы входят это кормление. Кобыла, которая имеет лактацию, она кушает в 2-3 раза больше, значит затраты на кормление происходят в 2-3 раза больше, когда она имеет жеребенка. И тело, любой конюх скажет, тело она не держит, она всегда худая. Сегодня, когда нет у кобылы жеребенка, она всегда справная даже пополам с кормлением. Сегодня они сэкономили на кормах половину. Это сегодня, можно сказать, если хватал миллион, зарплата половина шла на корма, хватало 500 тысяч на кормление с жеребятами, то значит нужно без жеребят 250, им дают 1,5 миллиона. Это просто... Пускай они объяснят, да, куда идет эти финансы, если жеребят нет. Я предоставлю слово вам, Михаил. Да, если можно, я продолжу. Стас начал говорить о генетике, а я скажу просто, как я этим делом заболел. И в итоге, если можно, вы тоже как-то в рамки того, что нам нужно после этой встречи. Когда я в первый раз познакомился с Константином Васильевичем, я видел его только по телевизору. Для меня был это очень высокий и здоровый дядька. Это было 4 года назад, 5 лет назад. 5 лет назад у меня лошади не было. У меня был простой жеребенок, такой же масти, красный, но он был простой. Я видел по нему, что кушать-то он кушает столько же, а вот как-то один глаз радуется, а второй не очень. После того, как я был в гостях у Константина Васильевича. И я для себя принял решение, что я этого жеребенка отдаю и еду просить жеребенка, потому что не так просто купить на конеферме тогда было жеребенка. Это я говорю то, что я сам прочувствовал. Ты приходишь, знакомишься с человеком, тебя водят по местам, которые для тебя совершенно незнакомы. Я говорю про ощущение человека, который не видел племенных лошадей. То есть, наверное, это то же самое, как зайти в какой-то Эрмитаж, посмотреть на картины каких-то великих художников. Это еще и при всем при этом можно слышать, не только видеть, можно это все слышать, прочувствовать, запахи. Я приобрел тогда не того жеребенка, которого я хотел бы, потому что я даже не хотел, потому что не знал. Константин Васильевич говорит, идем в Ливаду, я тебе покажу твоего малыша. Это не был жеребец, конь, будущий 600-килограммовый гигант, это был малыш. Мы прошли, он мне показал, говорит, смотри, но этот парень у тебя будет с характером. Опять же для меня вопрос, почему парень с характером? Что такое? Разве у лошади может быть характер? Кто, вот мы видели ролики, видели вот эти вот в интернете
я прошу заметить, как дети реагируют на лошадей. Это самое неприкрытое счастье, которое изобразить нельзя. Мы можем изобразить обман, в том числе было сказано по поводу АПК, как нас тоже провели пальцем 2 года назад по празднику. И благодаря человеку, который сегодня с нами, благодаря тому, что я вообще не имел представления, что я буду держать лошадь, потому что и мой дедушка, и прадедушка, у всех были лошади. Урджан Шамар, Кырма, Бельный. Да. Дедушка мой покойный был 32 года рождения. И они как-то игрались и запрыгнули на спину жеребенка. Они сломали. Чтобы вы понимали, это был 36 год. Вы представляете, что с ними было после этого? Потому что это кормилец. Это в первую очередь надо было обзавестись, сохранить, а еще и получить потомство. Это было на те времена очень страшно. Говорит, я тебе не могу рассказать, сколько нас за это брат бил. И попав к человеку, заболев этим делом, почему говорю, что я не получил лошадь, которую я хотел, потому что я не знал, что хотел. Но я получил племенного жеребца, который, ну, нельзя описать словами, только можно показать картинки детей, когда Константин Васильевич вводит вот эту экскурсию, какое у них изумление. И я уверяю, что это запоминается надолго. Причем сегодня я даже могу позвонить домой, у меня дочке моей 6 лет. Я сегодня даже разговаривал с супругой по телефону, говорю, продаем лошадку. Я слышу, дочка говорит, нет, 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 кряжика мы никому не отдадим. То есть этим делом надо заболеть. Я один из тех, кто этим делом заболел. У меня лошадь содержится дома в ограде. Каждый, кто видит, останавливается, фотографирует, просит. Это вызывает интерес. То есть мы разговор о популяризации. Вопрос, каким путем мы достигнем того, чтобы сохранить ферму, это, наверное, уже второстепенный. Не скажу, что это мое мнение, но никуда нам не надо обращаться. У нас есть ферма, у нас есть бюджет, у нас есть люди, которые в этом разбираются. И просто не надо давать этому делу развалиться. Ничего больше. Поэтому я и сказал, что в конце вы должны мне помочь, чтобы сформулировать мысль. Но однозначно то, что позапрошлом году мы собирались, нас собирала АПК по поводу 6 мая Хидерлеса. Конники всей Молдовы, я самый младший из них. То есть я позже всех взял себе лошадь, так скажем, я в последних рядах. Естественно, больше слушаешь, чем говоришь. Когда мы собрались, Константина Васильевича на ферме уже не было. Был представитель или начальник АПК. Он нас заверил, что Константин Васильевич на празднике будет. Я о том, что детки не умеют врать. Он нас заверил, что Константин Васильевич будет, мы обратимся к начальнику этого, с ним поговорят, пригласят. Но мы так недовольно пожали плечами. И в то же время мы услышали массу вот этих обвинений в его адрес. Я там был не один, вот Сергей подтвердит. Мы пришли на разговор, чтобы поддержать идею праздника Хидерлес. А оказывается, этот праздник Хидерлес не наш. Он, оказывается, исполкома. Так нам было тогда все предоставлено. Так, если красивые призовые, все решили купить, они думали, что все можно купить или что. Мы вам дадим такие призовые, которые вам никогда не давали. Да нас не интересуют ваши призовые. Мы едем в Дрокию, едем туда, мы едем поддерживать друг друга, мы едем поддерживать это дело. Мы не едем за призовыми. Мы вам дадим, и решим, мы вам дадим большие призовые, если вы все приедете на Хидерлес. И в итоге никто не поехал. На спортивный праздник приехали с вечера коневоды, пошел дождь. Они уехали обратно за 300 километров. 300 километров. 370. И через неделю приехали еще раз. А потом приехали в Кангас через 2 недели и тоже уехали обратно. И хочу одну поправочку сказать за то, что сказали. Константин Васильевич, подтвердите, 15-й год я заказывал, 16-й год, говорят, не продаются же ребята. Мы заказывали не родившихся же ребят в свое время. 20 лет назад, 15 лет. Константин Васильевич, вот эту кобылу кем покрыли? Вот этим жеребцом. Все пишите, кто будет жеребчик. Это, даже если чуть хромая, мы ее заберем, все равно была конкуренция. У нас не было таких лошадей. Сегодня они говорят, они не продаются. Продаются они. Все, извините, пожалуйста, Сережа, спасибо большое. Я извиняюсь, Ната.
ну, вклиниваюсь, вы меня извините, дорогие Мы друзья, для этого извините. собрались, Константин Васильевич. У них скоро не будут покупать ребят. Анатолий скажет свое слово. Почему, да? Последнего же ребенка продали, чадармунский парень. Звонит мне: Константин Васильевич, вот купил же ребенка, хочу узнать о родителях, что из него вырастет. Я немножко понимаю в лошадях. Говорю, от кого? От Буджака, ну, ведущий жеребец. Это тот жеребец, когда министр Болин приходил, смотрели манеж, и его завели показать лошадей. И проводили там ему экскурсию. Спрашивают, а этому жеребцу сколько лет? Экскурсовод ответил, на дверях написано. Я о нем могу рассказать, знаете сколько? Его прадеду 2 памятника в Москве было поставлено. Жеребец Квадрат от Правлива и керамики 46-го года рождения, первый московский конный завод. Хорошо, Буджак. А говорю, мать кто? Белая. Ну ладно, не специалист, белых лошадей не бывает. Светло-серые, темно-серые, серые в яблоках. Я говорю, ну кличка же ребенка какая? Касабланка. Говорю, красивая кличка, молодцы. Ну буква К, если правильно дали, значит на К должна начинаться. Посмотри хорошо в бумагу. Да, Кубань. Ну говорю, Кубань, извините, Купавка. От промаха и карамели. Она, говорю, вороная. Для них черная. Черное и белое отличить можно? Вот такая там селекция. Вот такая там селекция. Мама какая? Белая. А у нас из 20 кобыл 12 светло-серых. Пойдет инбридинг сумасшедший, который испортит все. Есть такое понятие линии. У нас 3 жеребца. Линия Болтика, линия Пиона и линия Пилота. И вот появились у нас линия Воина. Да. Мне хотелось задать господину Ибришим один вопрос, его здесь нет, я не задам. Они не узнают лошадей. Если надо будет заводить их в конюшню, они перепутают дневники. Однозначно. Я извиняюсь. А мы только что, когда ехали на передачу, проезжаем Ферапонтьевку, в поле, где-то от дороги, ну, 300-400 метров стоит лошадь. Константин Васильевич сказал, как ее зовут по кличке. И кто родители? В поле стоит. Он говорит, это наша, вот назвал, я говорю. Ну, вот смотрите, мы тут, конечно, говорим о большом специалисте. Смотрите, мы вас хотели бы еще услышать. Вам предоставляем слово. И Сергей, да, сейчас мы дойдем и до вас. Просто что же Савелия тут Савелий, я вас чуть было забыла. Меня зовут Анатолий Чернега, я из Чемишлы. Есть такое маленькое село Максимена, я оттуда родом. Занимаюсь я лошадьми, наверное, Константин Васильевич не даст, наверное, лет 30. Это 100%. Мы первые начинали с ним. Не было еще ни ипподрома, ни дорожки, участников не было. Вот это было какой 2000 год, если я не ошибаюсь. Раньше даже. Даже раньше, наверное, на аэродроме мы там испытывали первый раз. Ну, вот. После этого все, конечно, начало раскручиваться, стало больше, Твардица подключилась к нам, Таракия. Ну, на сегодняшний день неприятно, конечно, почти вся Молдова занимается этим видом спорта. Что хочу сказать, я прослушал всех так, пока мы будем думать, куда перейдет эта ферма, кому она перейдет, я боюсь просто, чтобы она не исчезла. Это все-таки не машина, ее куда-то в гараж загнать и подождать, пока эта ситуация урулится. Нет, это надо решать сегодня и сейчас. Если бы там дела были нормальными, я как не могу говорить прямо, что я такой специалист, но что я любитель лошадей, это 1000000%. Там, во-первых, нету, пускай я не хочу никого критиковать, там нету специалистов вообще. Вот я заказывал 5 жеребят. Вот говорит кто-то, я кого-то слышал, вот говорят, что нету спроса. Это неправильно. Заниматься племенной фермой и не иметь жеребят, это равносильно, что какая-то птицеферма без яиц. Вот ее, просто на нее тратят деньги и все. Я заказывал 5 жеребят. Я приехал на конеферме. Я приехал, я не мог разобраться в происхождении. Вот когда там был Константин Васильевич, там четко я не просто рассматриваю папу и маму, я уже начинаю рассматривать дедушку, бабушку, какие у них приза, какие они были
Там спрашиваю, вот этот же ребенок мне интересен, по типу экстерьера. От кого? Не знаю. Вот этот? Не знаю. Спрашивал я у бухгалтерши, она мне говорит, я их знаю только как их зовут, но на самом деле понятия не имею, кто они такие. Ну, все понял. Я вот звоню Константину Васильевичу, спрашиваю, Константин Васильевич, вот там жеребец, он от той, от того, правильно? Да, просто почему я так себе планировал и считал, что там вот последний материал, который действительно был, это труд Константина Васильевича. После этого все, там все. Кстати, на этой ферме, я не знаю, кто понимает, кто не понимает, там золотой генофонд. Там вот, если бы мне сегодня сказали, выбери какую-нибудь лошадь, я говорю, если мне нужна была матка, я просто любую бы мне вывели у ворот, я бы ее купил. Да. Там шикарный материал, поэтому из Амшилки подметил, что там тип, не знаю, гагаузий, там кого-то, но я считаю, что это тип келиш. Это мое личное мнение. Абсолютно. Когда я заказывал этих 5 жеребят, я попросил именно Ибрашима. Говорю, слушайте, сколько они будут стоить? Мы договариваемся. Я заказываю 5, я беру их на отъеме после 7 месяцев. Это нормально, это так и надо. Он говорит, 11 тысяч. Договор наш, записали меня в тетрадь, все как положено. При отъеме я приеду и заберу. В августе месяце он мне уже звонит, приди забери жеребят. Как это забрать? Жеребенок должен сосать у матери 6 месяцев, это минимум. После этого я говорю, ну, если я вот, я еще не хозяин, но планирую быть хозяином. Могу я приехать, как правило, когда же ребята выходят на пастбище, их надо проглистать, гонить. Могу я это все сделать? Не надо, мы все это сделаем сами. Хорошо. Приезжаю я навестить этих же ребят, мне интересно. Ну там не на что смотреть. Там такие убитые же ребята, когда я их выбирал, это просто была картиночка. Смотреть, какой материал, какой типаж лошади. Это все уже было видно. И он мне говорит, 15 тысяч лей. Тогда о чем мы договариваемся? Поэтому я говорю, что на сегодняшний день ситуация на конеферме очень плачевная. Во-первых, там персонал, понятия о лошадях ноль. Ноль понятия, там вообще они ничего не понимают. Я не хочу их обижать, но это не коровы, даже коров больше там обслуживания. Это не, скажем, не свиньи, пришел, накидал и ушел. Это лошади, там работать надо целый день, не хватает работы выше крыши. Это могут работать только там специалисты, которые любят лошадей, которые понимают лошадей. В лошадях там на целый день работы достаточно. Они накидали, все ушли в комнату. И еще одно хочу сказать, что при Константине Васильевиче та ферма всегда ворота были открыты. Там всегда была куча людей, Я ему звонил, вот, Константин Васильевич, свидетель. И я тебе перезвоню, у меня гости. У меня экскурсия, у меня детки. На сегодняшний день там ферма закрыта. Ну вообще для чего эта ферма тогда получается? И когда начинаешь слушать Ибрашима, вот, Сергей Николаевич, он, наверное, где-то плавает в облаках. Он разговаривает о каких-то европейских ценностях. Приедут немцы, приедут те. Я прихожу, там такой шикарный жеребец стоит в деннике, я говорю о боржоме. У него грива не расчесана, наверное, ну никто к нему не прикасается. Лошадь должна выглядеть как зеркало. А там работник подходит с сигаретой во рту, он ставит недовоздух. Это о чем? Сколько, я чужой человек, сколько лет этой лошади? 6. Я знаю, что 4, он мне говорит 6. И поэтому я говорю, если есть возможность с нашей помощью, с помощью всех коневладельцев республики, кстати, их очень много, добиться того, чтобы эта ферма была восстановлена так, как она была раньше. А сейчас просто она в плачевном состоянии. Очень. И я боюсь, что ее не станет. Не то, что не станет, что ее там стены начнут разбивать. Нет. Лошади просто очень в плачевном состоянии. Можно ли это квалифицировать как жестокое обращение? Конечно. Я считаю, что это преступление.
В видеоролике пастух говорит, что полшестого утра... Или какие-то органы в связи с жестоким обращением? Нет, это не наша запись. В видеоролике пастух говорит о том, что полшестого он им дает комбикорм. Константин Васильевич. Какой комбикорм? Вообще комбикорм не дается лошадям. Мне кажется, их несчастье, что в этом году хороший дождик идет и трава богатая. Придет зима. Можно я скажу, добавлю? Сергей сказал. На Гагаузском есть такая, я извиняюсь, на Гагаузском есть такая поговорка. Ослик говорит, кышлаярсин, юлярсин, куртулджан. Если перезимую, жить буду, если умру, освобожусь. На сегодняшний день там 6 кобыл старше 17 лет. Меня и в этом обвиняли. Чтобы продлить им жизнь, я их продавал по балансовой стоимости. Не сдавал на мясо по 4 тысячи, а 12 тысяч балансовая стоимость. Это небольшие деньги, но это старая лошадь. Что с ними будет? С той же березкой или ипай, им по 20. Что будет с крепышкой, жмеринкой, что будет? Что будет с ладьей, с ладушкой будет? Да, лошади стареют, умирают, а новые должны приходить. Я извиняюсь, когда лошадь уходит, на ее место нужно поставить молодую. Там нету. Они все продали. Я бы, Анатолий, помнишь, хотел купить лекцию от коврака и ладьи. Да. Я сказал, что я ее не продам. Они ее продали. Не продам, потому что я оставлял лучшее, чтобы лучшее с лучшим получить то, что сказал Сергей. У нас сегодня есть орловский рысак молдавской селекции. И он признан всеми в Румынии, в России, в Украине. Я, кстати, увидел здесь фотографию лидера. У вас этот ролик есть? Да, да, Сергей, пожалуйста, вы хотели задать вопрос. Мне просто, даже не то, что вопрос, но такой вопрос предложения. Мне просто, к сожалению, надо ехать, но, во-первых, Константин Васильевич полностью всегда поддерживал вас, потому что знаю, что это ваше детище, и знаю, как вы к этому относитесь. Нельзя ли сделать такую форму у этого предприятия, такую частно-государственную, чтобы, допустим, часть акций была у государства, часть у региональных властей, часть у Чедерлунги, и, допустим, 25%, ну, вот равная часть какая-то у Келишей, именно у семьи Келишей. То есть, чтобы они были акционерами, людьми, которые принимают решения. Государство, органы власти могут вкладывать деньги, инвестиции, гранты и так далее. Семья Келишей свой вклад делает работой, знаниями, развитием. Там сегодня публичное учреждение «Атпролин», то есть оно предполагает, в принципе, законом не запрещено это, но если должно быть желание. Вот, если это как-то возможно, желание нет, сегодня разрешим это делать, понимаете, нету человека. Он забор построил, интернет провел, деревья посадил. Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, для чего для фермы интернет? Конюхи сидят за мониторами, и Ибрашим сказал, что они онлайн наблюдают за лошадьми. Им интернет нужен для того, чтобы установили там видеокамеры, и они следят за людьми. Константин Васильевич, то видео, которое вы, о котором вы сказали, оно вот у нас вот есть, спасибо вот, нам, ребятам, да. Сын Душман. Орловський лісак. Як його звати? Лідер. Орловський лісак, лідер. Хто знає, хто такий Костя Келеш, оце він з його коней, з молдавських. Такий, як треба, орловець. Росту тут дуже багато є в ньому. От Душмана. От Душмана, а матір як звати його? Леді. От Леді і Душмана. Дуже хороший жеребець. Рост, висота, довжина і структура самого коня дуже правильна. Такий, що заприг, та є тут чим їхати, правда? Да. Хазяїн його дядько Микола, теж ентузіаст. Отакий должен бути рисак. Это не моя заслуга. Спасибо большое, это уважаемые заслуга друзья. всех селекционеров, конников, вас, ребята. Это молдавская селекция, не Чадарлунская, не Келишевская. Это молдавская селекция, но я горжусь. Я вам сказал до этого, что результат племенной работы в коноводстве виден через 25 лет. Я проработал более 40.
Я как вы, хозяюшки, делайте вкусный борщ. Чуть-чуть этого, чуть-чуть того. Каждый год отбирал. Ни один жеребец-производитель не был куплен. Это большие деньги. Как я их привозил? Мы знаем. Я не буду рассказывать. Но у нас, Екатерина Федоровна, извините, как ко мне попал планшет, как ко мне попал Карабах, как ко мне попал ИИЛ, твою коневозку разбил. В 19 лет от 10 кобыл, от 19-летнего жеребца, это как мужчине 80 лет почти. Получил от 10 кобыл 9 жеребят. Вот Тищенко Владимир Иванович удивлялся, как это тебе удалось. ИИЛа брали в Запорожский конный завод. Начконом там фамилия Гнедая. Она не получила то, что ты получил. Я вот горжусь, что мои коллеги признали нашу работу, совместную работу. Вот Савелий, вот Анатолий, вот Михаил, он начинающий. Стасик, вообще Стас молодец, что ведет селекцию. Да, это для внутреннего пользования, но у нас не будут бегать Ваньки-Маньки, а будут бегать лошади с родословной, у которых есть мать, отец, дедушка, бабушка, есть линия, есть семейство. То же самое Сергей, вот Душмана, у него был, кто от Душмана? Подарок у тебя был. Подарок, да. Вот. Это кобыла наших крови, но Душман Дубровского конного взвода, он от Шалуна и Дубровки. Это он не от Шалуна, он от Шквала. От Шквала, дорогие да? друзья, я ну, это смотрю тоже часы. шатра, да, шатер, трагик. Можно я секундочку дополню, если можно? Мы предложили еще в целом группа конников Молдовы насчитывает только в нашей группе Орловские рысаки. Вот я вам хотел показать 50 участников. Орловские рысаки таки называется группа. То есть нас непосредственно 50 человек, которые зарегистрированы в нашей группе, все наездники, которые мы все общаемся, все держат лошадей, и крайние люди там, у кого всего одна лошадь. То есть там есть ребята, у кого и по 6, и по 8, и по 10. Мы предложили еще 2 года назад собраться нам за круглым столом. Почему я говорю, что был тоже маленький оптический обман, так скажем. Нам сказали, что нас примут в исполкоме за круглый стол. И вот этой морковкой водили нас целый год. И не случилось? И нет, мы потом предложили выйти перед исполкомом непосредственно на протест. Нам тоже обещали, что подождите, чуть-чуть мы соберемся за круглый стол. Вот я предлагаю, чтобы итогом этого всего стал круглый стол в исполкоме. Чтобы не только об этом говорить, но и указать. Не надейтесь, вы уже. Спасибо большое. Смотрите, друзья, я хочу объявить на часах 20 минут 8. Мы уже работаем 2 часа. Давайте... Очень тяжело на самом деле. Вот мне, Константин Васильевич, я вас так давно знаю. Я, как и многие другие здесь, которые еще лучше вас знают, такие как Ната Чеботарь, которая столько постов уже сделала, естественно, Ната, мы вам сейчас дадим слово, написала, и мы все узнали... Она уже столько сказала, что... И мы все узнали о том, в чем проблема, как там дела обстоят. Столько любви, столько переживаний, столько печали в тех материалах, которые делает она. Столько сегодня услышала я вот искренне хочу сказать спасибо всем тем, кто так профессионально на простом и доступном языке для каждого из нас объясняет, что значит эта кониферма от пролины, насколько важно сохранить это место и что такое Орловский рысак, который здесь разводится, и когда человек 40 лет этому отдал, а его сын находился там 20, как получилось так, что мы теряем то, что обязано было бы быть защищено? Я прошу сейчас каждого из вас, как это возможно, если еще кто-то что-то хочет добавить, сказать, Ната, безусловно, до вас дойдем, но я хочу попросить Игоря Янака высказаться. Почему? Потому что господин Янак, как юрист, я думаю, что услышал все, что мы здесь обсуждаем. Господин Янак следит за тем, что происходит, и очень часто комментирует с юридической точки зрения, в первую очередь, как выйти из тех или иных ситуаций. Скажите, господин Янак, есть какое-то у вас предложение? В чем мог бы быть выход с юридической точки зрения, как минимум? Да. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Я думаю, что эта тема была выбрана не случайно. На сегодняшний день отсутствуют причины игнорирования или невнимания ко всем проблемам, которые существуют в Гагаузии. Но тем не менее, хотелось бы акцентировать внимание на статью 13 уложения Гагаузии, где говорится о том, что Гагаузия является хранителем национальной культуры, а также историко-культурного наследия гагаузского народа и гарантирует их сохранение, а также развитие
как для нынешнего, так и для будущих поколений. Поэтому на сегодняшний день мы должны рассматривать АТ «Пролин» не только в качестве собственности, не только в качестве коммерческого объекта. Мы должны рассматривать АТ «Пролин» как историко-культурное наследие гагаузского народа. В этом контексте, если мы будем рассматривать данную проблему, если мы будем вести соответствующий диалог с представителями власти, я думаю, что получится все-таки найти правильное решение. На сегодняшний день имеются и институциональные, и правовые возможности для этого. На республиканском уровне есть законодательство, связанное с культурным наследием. Я думаю, что и в Гагаузии есть специальный закон, который предусматривает соответствующие положения. Поэтому вот в этом контексте я думаю, что данная проблема может быть разрешена. Спасибо. Спасибо. Если позволите, я дополню. Институты есть. Институты есть, но специализация узкая. И чтобы обучить специалистов в этой области очень трудно. И нету тех учителей и преподавателей, которые бы предоставили тот материал в том или иной мере, который необходимо. Спасибо большое. Дайте, потому что я не хочу завершать, потому что есть важная вещь, которую должны люди знать. Из того, что вот моя история с конифермой длится не последние с 22 года, как минимум, когда вся эта история началась. В 23 году из маленьких тех шагов, которые, может, не все заметили, мы писали с конниками Украины письма открытые президенту и Владимиру Боле, Минсельхозу. На них отреагировали, но сказали, что мы вернули их в Гагаузию, потому что это вот ваше. И у меня сейчас конкретное возражение тем, кто возлагает какие-то надежды на исполком. Мы не сможем решить эту проблему с этим исполкомом. Во-первых, есть две очень конкретные проблемы. Безграмотность, как сказал Анатолий, да, по-моему, не потому что мы их клеймим или позорим, это реально некомпетентность. У этих людей нет знаний. Мы не можем. У меня нельзя спросить, как починить ядерный реактор. У вас не спрашивают. Ну, допустим, кто-то захочет спросить, я так много знаю, так много пишу. Почему мы спрашиваем у этих людей, как спасти генофонд? Вот единственный человек, который сказал слово генофонд, потому что когда, первый раз, когда мы эту тему поднимали, вы тоже, вот мои коллеги, не понимали, почему это важно. Потому что я говорю, что мы дошли до того, что мы потеряем генофонд, и уже будет по барабану, сохраним ферму или нет. Манеж, ипотерапия, конный туризм можно делать с любой лошадью. Любая кониферма, любое хозяйство может предоставить лошадь, чтобы этим заниматься. Мы теряем генофонд. Вот это то, что не понимали и не понимают в исполкоме. И мы не можем с них что-то требовать, потому что они не понимают ни ценность, они не понимают предназначение. Я за эти 3 года, наверное, изучила уже вообще все требования к статусу племенного хозяйства. И для меня ответ Узуна о том, что нет спроса, я просто, я села, раскрыв рот, в смысле, что имеет спрос населения, то племенной, он подписал. Нет, это не Узун подписал, это подписано Людмилой Ивановной Филевой, это дала АПК, ответ, что нету спроса. Да. АПК. Окей, хорошо, АПК еще лучше. Но я не понимаю, почему Людмила Ивановна подписала, она позвонила бы мне. То есть, мы не можем, люди, которые говорят, что нет спроса, поэтому они там что-то уменьшили, и мы какие требования к ним можем задать. Я все-таки предлагаю сейчас, чтобы мы снова возобновили обращение в Минсельхоз и в президентуру с просьбой не направлять больше это в Гагаузию, потому что мы должны признать, что мы на месте эту проблему решить не можем. Мы нуждаемся в том, чтобы власть помогла взять эту проблему под свой контроль. Вот это мое решение, мое предложение, которое я хочу, чтобы вы поддержали, потому что мы не сможем спасти ситуацию. Мы можем потом уже говорить про юридические аспекты, про отчуждение, про неотчуждение. Нам надо спасти генофонд. Сможете озвучить? Да. Я скажу, Александр Георгиевич мне поддержит, что не может сегодня центральная власти забрать
Кто что не придерживается. А мы не можем... Даже на уровне закона принято. Мы не Должно будем- быть согласие Да. военной власти отдать, понимаете? Анатолий Иванович, Если- смотрите, мы не будем у них просить что-то отнимать, а чтобы просто обратить внимание, потому что мне показалось, что и Минсельхоз тоже, и президент тоже не понимают масштаб трагедии. Когда они говорят, Я вас что... понимаю, но есть... Смотрите, но Если они Минсельхоз... понимают, как можно? Минсельхоз за эти Посмотрите, годы... машина не продается, Да, не да, рентабельно. Они видят только бизнес. Они не видят Подождите, именно- за 3 года Минсельхоз даже не сделал ничего, чтобы подписать эту ветеринарную конвенцию, чтобы можно было продавать в Украину, в Румынию этих Это сами лошадей. видели наш вопрос. Я об этом писала, что сами проблема видели, лишь... но это Она вот... какая-то, ну, Мы насчет этого встречались вместе с господином Келишем. и там некомпетентные люди, значит, надо обратиться в правительство, которое, оно, находясь выше по уровню власти. Да, мы говорим о медиатизации, мы должны это сделать, мы должны это вынести за пределы Гагаузии. Русское общество не может потребовать. Я извиняюсь. Можно, я понимаю, что подустали и много разных мнений, Дмитрий, я прошу прощения, чтобы мы друг друга слышали. Давайте так, очень коротко, сжато, каждый высказывает свое мнение, кто еще, но мы не дали слово Василию, не Василию, а Савелию Тукан, простите. И вы знаете, для нас с Еленой Федоровной наш проект «Единомышленники», который мы делали с Савелием Тукан, стал каким-то таким, вы знаете, большим толчком. И я хочу вот сказать спасибо, что человек пришел в этот проект для того, чтобы он сам нам написал, сказал, а можно прийти к вам и рассказать о кониферме, о тех проблемах, потому что это невозможно, общество не знает, и все живем, как будто это не у нас, но большая проблема. И все то, что родилась про Гагаузию, движение единомышленников, я хочу сказать, господин Тукан, Савелий, спасибо вам. Вы спровоцировали просто рождение такой инициативы, что мы объединились все вместе для того, чтобы не только об этом говорить. Мы вдруг обнаружили очень много других проблем. Но сегодняшний день мы посвятили, конечно, от пролин, и вам слово. Спасибо. Я не буду задерживать долго. Просто хочу... Здравствуйте. Извините. Только это самое. Мое нутро протестует, когда мы говорим слово «ферма» и о тех лошадях, которые превратились в животных. Вы не понимаете, насколько это у меня бунт внутри вызывает, потому что я как ветеринар, я это очень хорошо понимаю. Мне очень близка эта тема, и поэтому я и не согласен с этим, вот то, что происходит там. Мы теряем изюминку Гагаузии, культуру свою, традиции, вот этническую вот смак. В этом участвуют все люди нашего сообщества, и гагаузы, и болгары, все, молдаване, все. Это наше, это благодаря Константину Васильевичу. И вот так вот я не смог это, как говорится, просто смотреть со стороны на это все. Нельзя, это кощунство. Поэтому я всех призываю обратить на это побольше внимания. Огромное спасибо, Константин Васильевич, это в первую очередь вам. Анатолий Афанасьевич, вам. Я настолько признателен, что откликнулись, чтобы это самое, организовать те же бега, это самое, создать ту новую дорожку, импровизированную. Но огромное спасибо, огромнейшее. Вы столько сделали, чтобы это все сохранялось, продвигалось и было воплощено. Огромное спасибо. И Ната Чеботарь. Очень приятно, что вот столько усилий вы прикладываете к этому. Говоря уже о проблемах той нашей племенной конифермы, которой гордимся мы, все люди столько пишут, столько эмоций, столько этих высказываний. У вас такая вот шикарная племенная ферма, племенное хозяйство. Мы завидуем вам. И когда смотрим, я смотрю, что оно все рушится, не продвигается, функциональность этого племенного предприятия, рушится. Каждый год это минус. Минус новые лошади, новые животные, племенные животные, которых недополучаем. А это минус и бюджет, и все. Да, я сам лично обращался трижды покупать лошадь.
Трижды. Меня отшивали то к этому, то к этому. Почему? Потому что, я, видимо, им не угоден. Потому что я люблю говорить то, что есть. Я люблю правду. Я люблю, я хочу, чтобы оно развивалось, чтобы мы гордились этой изюминкой Гагаузии, визитной карточкой. Нет, я не угоден. Иди к тому, иди к этому. Слушайте, вы продаете или не продаете? Я просил кобылу, я просил жеребенка, просил жеребца. Нет, не продают. Отшивают, перешивают и все такое. Я уже не говорю о том, что о празднике участие спортсменов в этих мероприятиях. Танцы, пляски. Это фикция. Это фикция. И не то, что фикция, это душится, вот эта традиция, вот этой ерундой. Ну да, все оно прилагается, но основа это конные бега, это презентация наших новых этих жеребят. Каждый год выводятся эти кобылы. Это эталон. Выводились. Я все-таки говорю о том, что оно не пропало, Анатолий Афанасьевич. Я верю, что оно будет также продолжаться. Эти паразиты сегодняшние, которые душат, я очень верю, что это все временно. Я уже не говорю о том манеже, который вот на шикарнейшем старте развития, в процессе развития задушено. Я уже не говорю о тех детях, об экскурсиях, много говорилось. Нельзя это все я еще, когда в том 24 году, я предлагал, помнишь, Серега, выйти всем перед этим самым конником, перед народным собранием. Нельзя такое допускать. Константин Васильевич сказал, нет, не надо протестовать, надо ждать, чтобы логически решалось. Нет, там логики нету. Это некомпетентные люди. Савелий, ты же понимаешь, что среди нас какое мнение бытует? Разное мнение бытует. Термонга собирала 10 тысяч последние года. Вот последние года при Константине Васильевиче 10 тысяч собирали. Нам все завидовали, я извиняюсь, украинцы. Они завидовали нам просто, говорят, у нас профессиональный ипподром, и вы в какой-то Чедернуге собираете, там дрон насчитывает 10 тысяч на праздник, Хидерлес, говорит, где вы столько людей берете в этой Молдавии? Давайте скажем еще про административный совет, который есть. Смотрите, хорошо, что вы мне напомнили. Да. Подождите, видите, у нас есть табличка Анна Михальчук. Мы госпожу Михальчук приглашали. Она является и советником муниципального совета, и одновременно, как мы выяснили, является председателем, как называется, административного совета. Но у нее было какое-то мероприятие, сказала, что если она успеет, то она приедет и подключится к этой работе, но не смогла. Скажу. Получается, что в этом административном совете есть еще одна наша советница, Кошарная Вера. 2 человека, которые сегодня даже ратуют за свое родное предприятие, которое находится у нас. Но очень прискорбно, что они выступают и говорят, что там все хорошо. Я читал там комментарии Кошарной, что она говорит, что вы верите каким-то слухам, там все у нас прекрасно, все хорошо. Но вот мы сегодня говорим и слышим, ладно, мы заинтересованы, вот они приехали, гости все коневоды, конники, которые со всей республики, которые понимают и видят, что происходит. Я не специалист, но вот они. Ладно, мы с Константином Васильевичем заинтересованы, да. Но вот они рядом сидят, люди, которые чем занимается административный совет? Руководит. На откуп. Конечно, руководит. Все вопросы решаются. Если ошибаюсь, 5 человек, которых... Получают зарплату? Я не могу сказать, получает. Возможно, получает. Возможно, я не уверен. На одной из сессий, быстро скажу, на одной из сессий отчитывается, то есть вот эта вся дискуссия опять про пролив. И один из советников, кто имеет отношение к административному совету, говорит, у нас все нормально, мы вот сейчас продаем 2 кобылы, никак продавались, как Константин Васильевич сказал, чтобы не на мясо за 4 сдавать, а за 12, и пусть она еще поживет. Мы вот продаем не за 12, а за 20, за 30, а Константин Васильевич его пригласили, он говорит, вы что делаете, этих нельзя продавать ни в коем случае, они говорят, продают, хвалятся. Они выставили продажу. И потом вот отказались. Наша топ-модель, это наша лидерки. Дочь Буджакаева Перузы. Это кобыла, картинка. 40 тысяч выставили. Ее никто не купил. Но нельзя таких лошадей продавать. Они продавали лихача, продали его.
Это один из лучших сыновей Ила от Лейпая. Я бы его ни за что, я его ни за 25 тысяч продал бы, и ни за 50 не продал бы. Это самый лучший жеребец был. Сегодня остались 3 его сына, жгучего покалечили, у него какие броки, листком не могут справиться и выводят одного боржоми. Анатолий правильно сказал, эти же ребята, им 5 лет сегодня, они выглядят как трехлетки, развития нету, мышц нету. Лошадьми надо заниматься, но у них есть интернет. А админсовет отчитывался, что они обратились в торгово-промышленную палату, и им там дали справку, список стоимости лошадей. Догадайтесь 2 раз, с кем советовались в торгово-промышленной палаты? А с кем? С вами. С кем? Со мной. С Келешем. Но я это сделал бесплатно, а я уверен, что там заплатили деньги. И еще я хотел сказать, вот Сергей правильно сказал, когда мы были на встрече у министра сельского хозяйства, вы знаете, что до этого визита в списке на субсидии, дотации для племенных животных лошадей не было. Там были КРС, крупнорогатый скот, там были овцы, козы, свиньи, лошадей не было. Это я настоял, чтобы лошадей туда ввели. И сказал, кого субсидировать? Воспроизводящее поголовье. Для чего? Чтобы оно оправдывало свое название. Воспроизводить. Улучшить содержание, кормление, эксплуатацию и так далее, и так далее. А для чего им дали эти субсидии? Мне не жалко. Это хорошо, что им получили деньги. А куда они их потратили? Это было сказано. Установили забор, сетку. Да, сейчас я извиняюсь, закончил. Вы сказали про фамилию Узун. В честь Узун Илья Семеновича, который исполняет обязанности Башкана, единственный, кто мне позвонил, пригласил, извинился от себя и за других. Это поступок. И учитывая все, плюсы и минусы, я вынужден это сказать. Единственный, кто передо мной извинился. За все, что они сделали. Они подорвали мое здоровье. Даже то, что я попадал в больницу, кое-кто этим бахвальствовал и иронизировал. Мы в таком возрасте, когда уже смирились с тем, что жизнь не вечна, но за 2 года 5 раз попадать в больницу, 2 раза в реанимацию, терять сознание, это только может злорадствовать бессовестный человек. Это эмоции. Если вы выскажете все, в конце я скажу мое предложение. Вы говорите сейчас? Сейчас говорю. Уже что-то стартовать. То есть финиш. Да, мы завершаемся. Артем, я вижу, что вы хотите высказать. Пожалуйста, хорошо, что Константин Васильевич. Да. Константин Васильевич, пожалуйста. Дайте я соберусь мыслями. Тогда пока мы даем слово Артему, если вам нужно пару минут. Артем, пожалуйста. Да, спасибо. Я как житель Чадырлунги в первую очередь хочу поблагодарить господина Келеша за ваш труд. Вы построили символ Чадырлунги. Это наша гордость. И я считаю, что чтобы сохранить кониферму, помимо финансирования, нам нужна общественная поддержка. Наши люди просто забыли эту гордость, им нужно напомнить, это нужно освещать, эту проблему, потому что людям это неинтересно, мне кажется. Вот. Это мое предложение, это нужно освещать, об этом нужно говорить, нужна общественная поддержка. Многие Спасибо. увидели еще, что Ната Кирилловская, пожалуйста, Ната. Я смотрела документ, который выслал АПК, просмотрела на цифры. И могу сказать, что они намеренно составили документ таким образом, чтобы не было понятно, в каком состоянии находится ферма, даже на цифрах, чтобы это не было понятно. То есть они указали финансирование конифермы, но на какие статьи не указано. То есть общая сумма. Потом они указали динамику численности поголовья конифермы, но не указали, там каждый год меняется. Они не указали, сколько было продано, сколько убыло естественным образом. Движения нет, намеренно. Причем получается, что движение было с 23 по 24 17 голов, значит, 24 по 25 5 голов и с 25 по 26 25 голов. Куда делись эти лошади, непонятно.
где они находятся. То есть по этой маленькой таблице, где указано всего лишь 40, допустим, в 2023 году 40 голов было взрослых, в том числе приплод 18. Вот если сложить, это всего получается у нас 58 голов. И вот на следующий год у нас осталось в 24-м 41 голова. Это получается 17 разница. Куда делись эти 17, неизвестно. Ну да ладно. Тут такое интересное было у них указание. В 26 году в связи с падением спроса среди населения на лошадей и жеребят, отсутствием их реализации и, соответственно, отсутствием необходимости в увеличении стада было решено не случать лошадей и сэкономить на кормах. Родилось в 26 году 2 жеребенка. Значит, решение они приняли в 26 году, а вынашивает лошадь 11 месяцев. Выходит, 2 жеребенка родилось еще до того, как они приняли решение. Понимаете? То есть они намеренно составили документ. Тот человек, который не разбирается, он воспринят это, ну, проглядит. Вот. То есть, а для чего вообще эта ферма? Для того, чтобы туристически возможность была у людей. А если нет лошадей? Ведь она создана для того, чтобы лошадей продавать. Она создана, чтобы дети туда приезжали. Государство вложило деньги для того, чтобы вот этот вот ипподром, чтобы люди могли наслаждаться. Да? Но ничего этого невозможно сделать, если лошадей нет. А лошадей нет, потому что они приняли решение сэкономить на кормах. Сэкономить на кормах они решили. Это решение принимает один совет. Лошади Для есть. чего? Среди нас, конюхов, лошади есть. Но не ведется племенное дело. Это разные вещи. Да, но племенное дело, соответственно, я вижу такое. То есть детей лишили отца. Для чего? Для того, чтобы зарабатывать. Кто лишил? Публичное учреждение принадлежит государству. Государство не является родителем. Получился у нас детдом. В детдоме происходит нарушение всех возможных норм содержания детей. С госслужащими невозможно разговаривать. Ну посмотрите, это лошади, вы их уничтожаете. Посмотрите, что произошло. Так с госслужащими не разговаривают. Госслужащие понимают только бумажка и цифры. Для того, чтобы бороться с госслужащими, нужно обращаться в правоохранительные органы, прокуратуру. Для этого необходимо писать... Есть защита у европейцев по экологии и по животноводству. Вот я знаю. Неужели нельзя обратиться в эти инстанции? Вы знаете, мне интересно будет, что ответит на последнем заседании Совета. По моему предложению Совет принял обращение в адрес административного совета. Мы представили информацию, посмотрим, что нам ответит административный совет. Сравним потом ответ. Хорошо. Самое интересное, корма, вы знаете, что они про корма написали? Динамика остатка кормов. Каким образом я могу сделать вывод? Сколько кушают лошади в течение года? Сколько закупили кормов? Они дали таблицу остатков. То есть по этой таблице вообще ничего не понятно. Намеренно было такой отчет составлен, чтобы люди, которые получат его, ничего не поняли. Это говорит о том, что там происходит использование всех средств в личных целях. И для этого необходим аудит. Что мы можем сделать как просто гражданское общество? Мы можем инициативную группу составить, которая проведет первое, что мы можем сами сделать. Это физический аудит. Все вместе прийти туда и посмотреть, в каком состоянии находятся лошади, как они питаются, как они живут. Это все задокументировать, для того, чтобы потом можно было обратиться в другие государственные органы. Там никого не пускают. Вот я 2 года, я еще 2 года я не был на ферме. Но если мы будем представлять никак... Надо создать организацию, создать комиссию, зарегистрировать организацию. Смотрите, секретаря. давайте так, вот сейчас давайте дадим возможность каждому из нас понять, что у нас есть ровно 5 минут для того, чтобы озвучить
наши требования. На всех 5 минут. На всех 5 минут, конечно, на всех 5 минут, для того, чтобы озвучить наши требования, какие они могут быть по завершению этого круглого стола. И мы, ПроГГУЗ, инициативная группа, которая пригласила вас сюда и которая взяла на себя ответственность в лице тех людей, которых заинтересовало то, что не может просто так умереть. Потому что это не решает один исполком, какой бы он ни был и кто бы его ни возглавлял. Это не решает, кто бы ни был главой АПК. Не решает один человек. Это то, что принадлежало народу и должно принадлежать народу. И контролироваться это будет народом. И требования общества, нас с вами, нас должны услышать и сделать. Давайте сформулируем наши требования. Начнем. У меня есть предложение. Мы предоставим слово Константину Васильевичу, а потом, если вы разрешите, я зачитаю то, что я писала в ходе нашего обсуждения. Если что-то я не озвучу, вы сможете сказать, чтобы не повторять то, что уже было сказано. Ната Кирилловская сделала замечание, что она не договорила. Я не договорила. Что я предлагаю? Обратиться в прокуратуру, но после того, как произведен аудит, хотя бы физически, хотя бы можно было бы увидеть. Мы не можем посмотреть бумаги. Я не смогу проверить отчеты. Но я могу физически. Да, конечно, специалисты. Одной группы. Наше письмо это будет как предварительное заявление. Да. А потом уже обратиться. Потом исполком сказал, что мы обратиться в прокуратуру, а прокуратура, когда привлекает и начинает разбираться, она туда привлекает специалистов. Она не будет договорить. 2 секунды. Вот, слушайте, прокуратура может инициировать проверку. Давайте говорим о реальных вещах. Затем нужно написать жалобу. Я поняла, хорошо. Мы пишем жалобу в региональное развитие, агентство регионального развития. Ну вы послушайте, что оно имеет с этим? Оно построило объект, коробку, вот она стоит. Я поняла, но исполком указывает, он говорит, что любое ухудшение показателей проекта конноспортивного комплекса расценивается как ущерб. Общественники могут инициировать инспекцию со стороны, и перспектива, они могут потерять вот эти 15 миллионов, которые они вложили. Мне кажется, гораздо проще. Мне кажется, все гораздо проще. О комплексе, о животных надо думать. Нет, я рассматриваю позицию госслужащих. Первое предложение. Потребовать немедленно отставки начальника АПК. Первое предложение. Мы единственный человек, который просил слова, ему не дали. Роман Пороскива, пожалуйста. Коротко и сразу с вашим предложением, если можно. Да, по предложению. Я такой прагматик. Я чувствую проблему конифермы, конечно же, тоже, но все-таки я более прагматичен. Я услышал в самом начале, что господин представитель АПК, я его фамилию не говорю, Игришин, он сослался, и это логично звучало, что вот так-то мы не можем отчуждать. Анатолий Афанасьевич сказал, что нет, можем. Закон штука точная, но не точная. И, конечно же, в Молдове есть орган, который может дать ответ, можем или не можем. По-моему, Конституционный суд называется, господин Инаков скажет так или не так. Это первый вопрос. И когда будет бумага придет, она придет быстрее, чем за 30 дней. То есть, скажем так, запрос к этим товарищам будет по-другому звучать. Это первое. И второе, что я хотел бы сказать, это такой момент, а что если нет? И там бороться, тут что-то там воевать, а план Б. Да. И у меня такое, как бы, понятно, такое, я как предприниматель все вижу достаточно просто, наверное, это сложнее, но давайте начнем думать про план Б. Там, найдем где-то 10 гектар земли, привезем кирпичи и там, ну не знаю, там раскупим лошадей, там, потом назад сведем и создадим Акролин 2. Ну это как план Б. Вы предлагаете Я не знаю, но если это не решится, там будет к нашим просьбам, к нашим там заявлениям, и оно погибнет, мы потом разведем руками, ну там, ну что. А с этим лошадьми что делать? Вот у нас на глазах сдадут их на мясо. Нет, сдали на мясо. Так еще один год пропустовали. Вот этот год они ни одну кобылу не покрыли, как я понимаю. Честно говоря, я только здесь узнал, что это вообще зачем? Не такие уж и дорогие. Я думал, там речь идет о 200-300 тысяч лей за штуку. Даже наш 5-4 выкупили так, на остатки на счете. А ваше предприятие, вы о каком предприятии говорите? Моя компания. Ну как она называется и где? Какого-то суд. Она и так была учреждена, это наш сельскохозяйственный стартап.
Мы двигаемся. Мы на остаток на счете скупим просто на новую конферму. Поэтому... Давайте предложение. Константин Васильевич, закройте, Да, пожалуйста, давайте, скобки. Константин Васильевич, а затем Елена Федоровна по нашей просьбе записывала все ваши мысли, и вот она озвучит все то, как предложение, для того, чтобы мы это обсудили и приняли. Пожалуйста. Константин Васильевич, с вас начнем. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за то, что вы не безразличны к этой ситуации. Правильно было сказано, это мое детище. Я упомянул Савелия. То, что я сейчас скажу, это началось с него. Я ему за это благодарен. Когда мы планировали, Анатолий Афанасьевич, при вашей поддержке провести праздник 10 мая, Савелий сказал: Константин Васильевич, а давай пригласим батюшку, чтобы он нам провел молебен. Я обрадовался. Я позвонил отцу Дмитрию, у нас Свято-Дмитриевский монастырь, Марков, фамилия отца Дмитрия. Он согласился. Мы провели этот молебен. Я вдохновился, мне многие подходили: Константин Васильевич, ты изменился. Я благодарен тем врачам, которые меня вернули и в Кишиневе, и в Чедарлунге. Я благодарен моим друзьям, коллегам, кто помогли мне выйти из этой ситуации, прежде всего моей семье. И я решил отблагодарить батюшку. Я подарил ему свою картину. Кое-кто распускал слухи, даже вот Келлиш даже свои картины продает. Мне интересно, как он еще не написал в налоговую. Я подарил батюшке картину, мы сели с ним чай пить. И он мне подсказал одну идею, я ему очень благодарен. В свое время Петр I решил укомплектовать конные заводы лучшими лошадьми для получения хороших кавалерийских лошадей. Забрать все с частных конных заводов, и где они есть лучшие. Как вы думаете, где оказались лучшие лошади? В монастырях. Сытые, кормленные. Потому что там отношение другое, душевное, с Божьей помощью. И он мне предложил: Константин Васильевич, давай добьемся того, чтобы ферму передали городу, и на базе этой фермы мы откроем мужской монастырь. С кадрами проблем не будет, и отношение будет совсем другое. Вот это, я вам говорю, об этом знали только я, моя жена и мой сын. Почему я Савелий говорил, я за тебя заинтригую? Я никому это не говорил. Я вот сейчас сказал, но я очень думал над этим. Конечно, мне уже сложно будет вернуться. Но если бы со мной так не поступили, я обязательно подобрал бы парня, подучил бы его, он бы смог продвигать это дело. Но мы говорим о реалии, то, что сегодня свершилось. Я не буду рассказывать, как Анатолий Афанасьевич говорил, о космосе, про космонавтов. Я приземленно. Я другого варианта, к сожалению, не вижу. Манеж же пока не передан ферме. Почему ферму нельзя передать? Почему там нельзя открыть? Я спросил отца Дмитрия, а как с людьми? Послушники найдутся, и священнослужитель найдется. А почему бы это не сделать? И экскурсии будут, и детки будут приходить. И чисто будет, и красиво. Вы представляете, вот я вижу, что у вас взгляды даже поменялись. А представьте, что я с этим жил, и спасибо отцу Дмитрию, что он мне, как открыл глаза на это. И тебе спасибо, друг мой. Это началось. Я думаю, финансирование будет. Финансирование как финансирование. Самое главное, мы решили вопрос с кадрами. Я там могу как консультант быть. Здоровье уже не позволит мне. Но хочу быть полезен. Мы там открыть можем музей. Заново. Я то, что подарил нашему музею, то, что было... Я могу выставить там свои картины. Мы будем экскурсию проводить. Но будут лошади работаться, будут использоваться по назначению, будем получать жеребят, будем проводить отъем, будем проводить обтяжку, будем проводить заездку, будем проводить тренинг. Смотрите, сколько там работы. А сегодня кормят, поят и чистят.
Там никакой работы нет. Там нет специалистов, нет профессионалов. У них не укомплектован штат, у них опять один уехал в Германию. У них не хватает людей. Но я же говорю, я возвращаюсь к реалии, то, что сегодня есть, из этой ситуации выйти. Вот меня осенила такая мысль. Правильно, неправильно говорите вы, но я другого не вижу, к сожалению. Потому что таким образом ферма уйдет в этом году 2 жеребенка, в будущем году 0. 6 кобыл старые, это жизнь, они должны уйти. Замены уже нету. Я говорил о лекции, Толя, что ты хотел купить, я бы ее не продал. Это был бы ремонт, это было бы восстановление. Вот у меня такое предложение, дорогие друзья. Я еще раз извиняюсь, Екатерина Федоровна, вам спасибо, всем спасибо, что вы не безразличны к этой ситуации. Меня прям эмоции захлестывают, вот тут комок. Я вроде бы на вид такой дядька грозный, но я пропускаю через мотор все это. Иначе невозможно. Да, Константин Васильевич, спасибо. Я говорю свое личное мнение. То, что только что озвучил Константин Васильевич, это, наверное, мысль, которая, как вы говорите, у многих глаза заиграли каким-то новым светом. Возможно, это хорошая идея, но, на мой взгляд, всегда таким идеям нужно дать время отлежаться, осознаться и подумать, как ее реализовать. Но есть несколько мыслей, которые, как мне кажется, здесь звучали, и это то, что мы можем потребовать. И один из требований, тут прям буквально назвал господин Топал, и звучало оно так: требовать отставки Немедленно. Вот это самое. Начальника управления АПК. Ну да, это первое требование. Если вот дальше, Лена Федоровна, вы записывали, озвучите, пожалуйста, следующее. Я зачитаю. Извините, пожалуйста, Екатерина, вы обзвучили ее, но я сразу хочу сказать, если вот это будет руководитель, админсовет и так далее, я там участвовать не буду. Я сразу говорю. Мы это поняли, Я да. понял. Другая Я сразу информация говорю. совсем. Это не касается вас уже, понимаете? Это, я так понимаю, предложение господина Топола. Это вызвано тем, какое отношение у АПК сформировалось вот к этому объекту, о котором мы говорим. И гражданское общество имеет право требовать отставки. Константин Васильевич, да. Это как бы наш профильный, мой, получается, профильный министр, да? От этого человека зависит все. От него все зависит. Гарантия может даже Я считаю, что самое грамотно, вот Ната сказала, все надо по юридически. Тут Смотрите, то, что мы потребуем отставки, да, я согласен, что можно требовать отставки, но нет гарантии, что на его место придет другой человек, более компетентный. Я не исполком уже, поймите. Ну, поэтому сегодня можно быстренько, 2 секундочки. Сегодня было сказано очень много, и я думаю, мы услышали море доказательств, что там происходит катастрофа. Давайте сегодня наконец-то поверим в себя, в свое гражданское общество. Я думаю, что мы можем в течение недели собрать там 1000 подписей, прийти к исполкому и потребовать немедленно назначения, там, если Константин Васильевич не может юридически быть руководителем, мы можем потребовать назначения Дмитрия Келиша руководителем, потребовать перестать вмешиваться в работу предприятия, и чтобы оно могло спокойно работать. Я думаю, нам не нужно никуда обращаться, ни в исполком, ни что-то менять, ни в республику, ни в передачу. Мы можем это сделать сами сейчас. Дмитрий Келиш не пойдет туда работать, пока есть решим, есть административный совет. Я вам говорю, он будет подчиняться, получается. Опять им. Давайте мы не будем сейчас Диму пихать. Он не пойдет на работу, пока я как предложение. Давайте, мое смотрите. предложение настоять, чтобы все-таки передали ферму Чедруги. Хорошо, можно ли мы поступим так, чтобы сейчас уже вот эта усталость, которая есть, все мысли, которые, мы понимаем, что устали, уже скоро будет 3 часа, как мы с вами обсуждаем эту тему, и морально было нелегко каждому, и в первую очередь Константину Васильевичу, и тем людям, которые напрямую связаны с лошадьми, и их жизнь посвящена этому. Поэтому, Лена Федоровна, очень быстро скажите, пожалуйста, о том, что как выводы напрашивается. С вашего позволения мы про Гагаузию сформулируем, правильно ли это?
Александр Григорьевич, НАТО, помогите. Сформулируем это как требование. На секунду хотел, чтобы мы розовые очки сняли. Красивые, самые красивые формулировки. Правильно, они ничего не будут с этим исполнителем. Что нужно сделать? Все, что у нас удавалось с ними решить, это через общественный резонанс. Так. Мне понравилось предложение ребят, я не знаю, помните правильно, как Конники. Конники, да. Конники, Собраться вам, собраться советникам Чедерлунги, пригласить депутатов Народного собрания, нам по Гагаузии, всем выйти перед исполкомом и поднять, что это есть проблема. Без писем, без обращений, ничего это не даст. Потому что мы увидели их точку зрения, мы как будто на разных полюсах. Вы говорите там катастрофа, они говорят, там все отлично. Хорошо. Для того, чтобы снять Ибришима, нужно доказать, я считаю, что там нужно провести Не аудит, что там проблема, конкретно указать юридически. Либо можно мне минуточку вашего внимания? Здесь сегодня было озвучено очень много хороших идей. Я уверена, что вы многие из этих идей уже даже подзабыли, потому что каждый из вас говорил, что-то предлагал. Я все за вами записывала, все ваши замечательные, чудесные идеи. Если вы нам доверяете, мы вот эти все ваши идеи оформим и потом дадим возможность всем ознакомиться, потому что идеи действительно очень стоящие все. И затем мы с вами выберем, мы уже будем общаться с вами, у нас есть ваши контакты, мы примем единое решение и выступим уже с этим предложением. Лена Федоровна, но то, что озвучил Александр Григорьевич, мне да, кажется, мне тоже сейчас, мне кажется, его просто нужно поставить на голосование и предложить всем, кто неравнодушен к этой теме, подключиться к нам. То есть, еще раз ваше предложение, Александр Григорьевич, сделать сначала ультиматум, а потом... Да, сначала написать, потом идти. Я бы предложил вот людям, которые занимаются в Республике Молдова, которые сегодня в том числе присутствуют, ваша группа, там, всех пригласить, пригласить примара Чедерлунги, советников пригласить, депутатов от Чедерлунги, мы как члены. И выйти туда, в эту норму создать общественный резонанс. Другого пути нет решения проблем. То есть это практически Соседи очень хорошо, правильно делали, иллюстрация, мусорку и все. Вместе с лошадьми, как вот фермеры на тракторах, лошадей И берете. очень важная мысль была высказана Игорем Владимировичем, и она придать этому предприятию историко, как назвать, согласно статье 13 положения Гагаузии, статус историко-культурного наследия не только гагаузского народа, но и страны. Смотрите, сейчас пазлы сходятся, Анатолий Афанасьевич, минуточку. Мне кажется, пазлы сходятся, если мы остановимся на таком решении общем. То, о чем сказал только что Александр Григорьевич, и вы, я вижу, все это поддерживают. Отец Ефес туда придет, просто как священнослужитель скажет, мне кажется, это вообще там растопит. Это своего рода митинг протеста у здания исполнительного комитета, где присутствуют все и конезаводчики. Кто пожелает. Да, кто пожелает. Я думаю, мы с нашей стороны обеспечим. Да. И там же предъявить, послушайте, пожалуйста, там же на этом митинге протеста предъявить власти все те требования, которые мы, как про-Гагаузия, высказанные вами здесь оформим, и они будут все оформлены в одном документе. Идет вот такой вариант? Да, Если да, то мы попросили бы, я понимаю, что мы не законодательный орган, мы не исполнительный комитет, просто в качестве поддержки проголосовать за такую инициативу, чтобы мы могли сказать, что вот здесь было 23 человека, и мы вот это обсудили, и мы вот это предлагаем. Митинг протеста в знак поддержки. И будет документ, да, с конкретными требованиями. Если да, то Без слова просить. Поддержим. Просить уже все время, просить уже. Да. Спасибо. Спасибо, друзья. И у меня обращение к общественной компании ГРТ. Есть Катерина Аманита и работают. Я попрошу тоже вот чего. Придете? Мы не видели. Сейчас, 2 секундочки. Я прошу всех коллег, которые присутствуют и обсуждаем эту тему. У меня просьба к вам, к общественной компании ГРТ. Мы тоже следим за тем, что вы делаете. Мы многие вещи понимаем и не понимаем одновременно. И мы видим, как вы транслируете часами какие-то общественные организации, либо другие какие-то мероприятия, которые проводятся здесь. Вот это сегодня тоже гражданское общество, и мы попросили бы вас весь вот этот вот, все, что здесь было сказано, без купюр абсолютно, выдать в эфир общественного телевидения и радио. Это важно, и это эфир, за который платят налогоплательщики, в частности, и те, которые сидят за этим столом.
Вот это, Катерина, я понимаю, что вы журналист здесь, да? Поэтому я и говорю, я же говорю, сейчас ваша камера включена, она же не выключена еще, да? То есть руководство тоже услышит это. Поэтому скажите руководству, что это вот такое предложение мое, а если меня все поддержат, то это будет предложение наше общее. Чтобы этот эфир общее? Конечно. Тогда считайте, пожалуйста, что это общее предложение всех тех, кто за этим круглым столом находится. Спасибо огромное всем.